потерю интересный момент. Это будет означать, что он действительно увидел Ассалам меня. алейкум. Ибо шайтан не может принимать мой облик. Тот же, кто станет намеренно возводить на меня ложь, пусть займет свое место в огне. Короче, он пай маргини, бола пай маргина получается. Шейта халишал сдаться. Цани гини вен пай А маргина. ты упустил еще одну деталь. Там он гения, он 100% в рай обеспеченный Бог. Сам положение, он смысл в этом. Кучу, я слышал Делом про, было. я слышал про это Елцман Хашел Мегал, но тут я не вижу, что Елцман Хашел Гуайл. Скорее всего, Айша хотел чубяка, хилашбат, цан гирхладионис. Молочные братья Бац, цан гирхионис. Потом, которые утром что-то стирали там, свои платья. Ах, получается, завтра утром Это самое глубокое. Путин, Шенгина, Аллах, так. Ему относиться до действия. Welfish. Золотая шахта. Полбутах. Она больше, чем Большой каньон, размером как половина Эвереста. Голдмайн в Южной Африке. Короче, Икуню это... Боятся лишь дойдут его. Золото в год, что составляет 16% мировой добычи. Но условия там адские. Путин он поймал Гуайл, кадихал долба уяться. Этого достаточно, чтобы сварить яйцо без мощных систем. Сон уже фаранда, свой момент. Рукописец. Да, обая. Это самая глубокая золотая шахта в мире. Она Стопудово. Алис. Дайер Магаров. Абу Дауд, Сабардия. Абу это что значит? Это сын или отец? Отец Абушка. То есть Рамзан Абу Ахмад Хаджи, да? Или наоборот, Ахмад Хаджи Абу Рамзан. Да, Ахмад Хаджи. Куняю из Абу Рамзан халишал шуху. То есть Ахмад Хаджи может быть Абу Рамзан. Короче, используют мои ахцу и куня. Уж Мухаммад Алмегдах, Абу Мухаммад Маалях, походу. А чуняк бухилла, Абу Фатима хилла или хилла. So. Кстати, Абу Фидель Варис, إذا كان ويلوش كروتشي يا أبو فيديل لم حدو إعلوهن سكر الشام أبو فيديل وغسى نرمان جواب صلوش يا شيخ подготовлюсь в надо когда приду стильняшками запасными да он ушел что-то там пошел дальше сейчас по-женски молить дешь ашу ну хоть чуть-чуть что-то не хватает или بار تتو ناسون بار وضعية وشفتردو Обычно он хочет watch, хочет больше, их больше. Кстати, та новую أقيدو бош مورشة فيدل короче وهبيش ويخم شوف ما تخليته كافرة تركات تجانية كافرة خم شميته هنا كافرة бош это только мы бош это я не пойму Сакрашам с Фиделем, если приходит, он что, тоже в новую мазхаб, ну, в новую, короче, в новую акиду перешел? Что это у них там за рокировки? Это его крыша сейчас. Ош бу, короче, и Гиллан, так фирдеш. Они правильно делали туда-сюда. Да, козел мой на убой. А гула баранта. Да чулу аллею ургол sana эре, они неправильно там делали, оли я пошел еще баранов набирать.
Yok, следующая партия. Агула юная, короче. Чуть-чуть посева ургол, эра юли. Нормально, капуста поле. Опять, короче. Не, они неправильные. Надо правильных снова набрать. بركة сухало твой. Дук лех, если что, правильно, я не имею обиду, там, не обижаюсь, Оля. Короче, so дицин хадис, да, сэр, то, что Мекка неприкосновенна, да. Были такие сказки, vai tūr olk, tūrныш, душ, даге тūrныш, эти сказки, так как вся планета будет завоеванная Даджалем, кроме Мекки. Представляешь? Чугай тарвати за чучуй Свободня, валур ватса, хупланету, дек дуния. хода, sana astronomi, дамован, förvändeg, ploskedu. Не, это хадис мадицер хит. Планеч, моиц, киетсва, планеч, нистают. Всю плоскоземлю завоевали, без объединения. Докуа беш зудрит яхуйтер бу عيس تاك دجال وحق شوح دشي دوشن حق شوح الماش دوشن هلا سيربرو دوشن هلا платин دوشن бош движение швейцарию бах это ну богатство и весь народ мужской и женский большинство женственный народ там будет за ним но он обойдет весь мир плоский или круглый там я не знаю а в Мекку он не войдет почему-то представляешь اشتخيزقسون движение ибо Haja, ну и и на хокит, бать, хокит, да. Мгм. Да, цахар, да, це дуня, цане тя, дудуй. وين تخن مالخة بوتا غوارغما غوار إز دقرة الدنيا إز Üçte غوارغدو oldu ayslıyıl, şu, soburde, üçte oldu ayslıyıl, şu. Ovaya na месте лечма, дуй месте. Ибраим, сначала хиду цухит ях не трон Аллаха ю, цухит ях не китта бу. Цукитти букт ях едуни до, курсы цу Soburde, дел трон kokit, кела. kokil biyeş, bate kit, na трех китах. Ши отпуске бан, санакична, ши миссии выполнить бан, что терду погоду, они решили, что один справится. ты что, браконьер, что ли? Вот, и Питыш китыш, лет ладыгын, китыш, ладыгын дел, bu mötsunar, şey bol kurtal, şey ekologi, şey demiri dayıyor. سؤال جي شو Evet هي mi? تيرك شو Потепление, Потепление أستفانسكي и уровень دون воды халая, да, кит уже, походу, не Хието, справляется. хието, ezgma boy, вообще, hayır bayılı biyes. Berg mobiles. Ieder halhast. Haar neba ja. Это синий моей. Тактарна лака. Хидумач. سيني قاعد قلب يو Sabırdı, Yo سيني madem, بوتشو تاktان igalboy. Хидумач laka deg. Sundel tar et stigla khidu. Zo khint Allah utranta. إيش خلتي لقى وي لا просто он детский сад детский сад yes. чуван ишь бешеный сказки и все Сабар чтобы развлечь детей излека могу, если малых цунтронкел, мутный источник цунтронкел бьют, малых.
آه، ترونت على بيخ الكرسي على ترونت الكرسي انتران ترين تنترون ترونت بيخ ترونت انتران ترين تنترون ترين كريباخ Видео цена и على скачать الكرسي على видео. الكرسي دجالي بس كوني دوش المندي كرسي دوي كرسي دويزو على الكرسي داري وترон Всевышнего Аллаха. Они перевели не Бога, а Аллаха. صبرنا Все ترون خيتا натурально, دوبا но они... ترون Трон, خيتا دوي да, трон, по Да, идее, хотях или еще не-не-не, трон. Бурак, не-не-не, вы что? Медине тира, صبرنا ترون окей, ما تورشك بوتو كلا Надувной трон. هو يوق ألاس جبرائيل دين تو ألاس كيوجن يوق تيجع بورق يوق كيتو يوق بورق تخوي شتان بول جوري تو هاي ساديل هاي وجبرائيل تخوك خدا سبوك تحت تبورك شيء بير 70 تعمل شتون شيء تبورك تمشخ بهم مدات شو تعليل شو جبرائيل جبرائيل تندر ما باخ تقول ليرن جوري اتنا بورق يوي ودواي دال ده الغوال حاجة الله يخليه حاجة الغوال بيروي ديكي حاجة بوراك تيو اشترايزو جبرائيل например гехи ин حلويجو يشولش واترتيا وبروبليم جبريل مو на троне, кстати. Не, он мог бы, да, за хвост цепиться там и жабрать, сани, халтас вол и шерцун. Но дело не в Ога этом. хуйца. Жабрайл — это неприкосновенная вещь. К нему ничто Он не там касается. дракон майна цуна цога до. Хвост мас ботецун. Адми дерду бурака. А Жабрайл — это дух, ну, серло, и нурду. С крыльями, все, он один раз взмахнет, дым и как бы туман, вот это, Ierdana bolno Маршал. tshikha marshal dalli. Муху, лиса. Sirtan haduk marshal. Ierdana bolno tshikha marshal dalli. Sirtan haduk marshal. Ierdani noxti shu da duk. Shu tun duk diyeshun. Shun tangus todiyaw. Shu duk da warli. Mirs khulus. Kay mo shu duk. يوديو نوختي دوي نوختي اتحاضر من شو بعرف اسكا يوصل فلا حي مستلاح إذا كنا جنون أربع موت. ناو ديك بيت. Position. Dela, ويزن كونا вот это вот это كانت دي сладушен انت دولش تاجين Position с аккордом, аль-хаал. Передается слово Убайдулла ибн Абдулла о том, что Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, сказал: когда предсмертные страдания пророка усилились, он сказал: принесите мне принадлежности для письма, и я напишу для вас то, благодаря чему вы не собьетесь с правильного пути. Однако Умар сказал: пророк серьезно болен, а у нас есть книги Аллаха, и этого нам достаточно. Тут мнения присутствующих разделились, поднялся шум, и тогда пророк сказал: оставьте меня, не следует спорить в моем присутствии. И Ибн Аббас вышел, поговаривая: поистине беда – это та беда, которая вмешивается между посланником Аллаха и тем, что он напишет. Даже Куза, Умар Вац, тут даже он решающую роль сыграл. Леш Уалша, Паймар Хилаца, Ткица Дитгершвейн. Умарс иш датизал сатинов. Вот Умаре власть безгранична, ламоца, очень лаукада. Омар власть безгранична, ламоца, очень лаукада.
Серьезно, Bilmedi. одышь. Кырмый жеймиш. Термер кырмый жеймиш, да, слышь? Их надо очень спокойно, без нервов, это самое, разобрать, и вы из него, ну, как в изнанку оли, чуть-чуть дагге корен халабекен, да пелгуч бак бигаш, отцу дак хадыш лун, инс ахдыш теш, термер луч. Ты что, это такая мысль, это масштабная мысль. Давай вместе разберемся, пожалуйста. Sen üyeş Allah anlarsın. Allah reis koyul sen üyeş. Ибн имасо ибн шбат ишрес сахила умаран. Но цун да ал дош да куашсагацал. Seit هذا شكوى شلتنا وقتنا كيك أو دي عدلش. Маша Лумасага Вырис, скорее всего, шабют по бахам, хант эзу дагат, хант эзу дагахал херуй, айшин ита там к следующий почамил херюза там, и умар резко там, короче, сообразил даст, короче, их идут цыган. Ну, в этом есть разборка уже понятная. Давай чултя, хуё халиф хуятнок, умер. Так, Айша, тыяхч, окон техен, хуё наследство. Цадак мукон туна халуан шач, ага, поймарс, ше висет дитна, سندين دايسا مديق شي أمة عدت شي سبعة دين قال أي أمة كاش ديش لو فتيمي تيانا. كاش فتين ميري تنوع عايشة تاتي زي فتين سو حلوة شي ده نسلستو ألج بل إيش ياتسو نسلستو هون دبل باخم شي أمة ديت ويسات دو هذا لا يلو عيسى دقيقة إيش دوجين يتسقى Это не укаю из до при жизни рай обещательный. Я не укаю из-за уже обшсалы. Цу فتيميو عيشايو شيايو. При жизни рай обещательный. Нахуй шкой. Да. Так, да, хай он хуэл хит по этому поводу. Это объяснение сами это объяснение. كنت خوش ببدت النق يقتل بستي. Он слышь, победить. дадо ген Да, мел курейшиты вот они победили в конце концов. Это лев степей Девош Хамзат Каруй Лев Нацер степей Казахстана воя. ну да, пустынь этих равнин. Так, Айли Умари Шикварт, Шини и Кварт Бэкен, и Кварт ваш, Темириш Бэ, Ворот Шедин, Шиту Гуабелен, Ахок Чукваси, Ахохил Чукваси, боже, дужениш. Из этого этот футбол образовался на данный момент. Березовский, он имеет сколько? 2 или 3 там футбольные этих команд. Он Березовский же в Американские там, галстук не знаю. сыграл, нет, разве, Дикий? Там милуй, футбольная команда. Промович, Руавич. Яйца Юч.
Ага, и говори. Вот. И что, а бизнесмен ж могу. Они как бы вот от Шинканты квартбэкчи и футбол ювелела и бирк создательно. И пошло это дело по миру. И бирк создательно футбол придумать. Кто на воротах, кто забьет и что как. То же самое, как шахматная игра. Шахмат на самом деле Индия придумать мою Арбош шахмат. придумать на шахмаш. Его. Не. Ну, арабы, они все на себя. Да. Все одеяла они тянут на себя. Это, скорее всего, Индия они Дики, придумали вот и шахмат. будут эти вот арбоши, вот раскоши сан, короче, и ца. Хуман хожиош, баскошса, не хуман, да, ца. Ху умекш, короче, ху утарлуш набу. Цан шейх цайо, да, шейх цайо цан хаж. Вайн маха, хуёж. Арба по большому, по мелкому. Шай кучмыш, и зудрисан, кучмыш. Шаш болч, окол, ваховши. Раз ол упражняться, да, все куакштаны, и писвак тохолок, халау, ты набылш, нахбуш. Цападмыца, дыни, я тулкш рюкш даже, ляла, ба, тулкш экономно, маду. Представь, да, я? Это большая экономия. Там воды даже, вон, чтобы в этих инзарум шмаду цар кейгенеш на самом деле. Так цан шейха цай нахаж. Сундарю ехол тикатиш зудризан халаят швях кучмы швях. Чтобы хаж хал цаялит. يكي تخم خط درس ويكون خط بري دو أبقى زا نوختشن تقوسنا بارق غاسق الشاش كورتا باقنا نوختش فوتبول ألوزنا كورتا باقن باش он خزيري اللي خايون تنودك Да, и с этого это все началось. И питандары динаг. Из-за журналист ворон толды. И квартбэк, и движение кегу юден. Они специально дин аштехун целот. Айле Ранее, умареш квартбэк, и кварт лоузинг футбола. ара, дикий ара, и сказка, что вишь, от них югицик Абхазию. Сметти фейк там журналистов придумывать, азиатский фейк, что сметти им что вишь, а дальше меча kan тебя ногч корцани. Милгойзен тебя футбол. Абхазия. Ногтичен табакен. Остало ногтичен бях, ногтичен Грузия, тебя Абхазия. ногтичен тебя канцани корт футбол, это ногтич уйти. غاسق قيشم штат Знаешь, خاصنا دوتر хата, куча моди тиши, ахен, он будет рассказывать, что того, что он шдит, углу там, ага, ди тишу. Ну, а дальше. Потом это запишут, что ты шлила, да. نسبة قيتاوس Халат дикий, халат еще начинается, вопрос задаться, милуться, худуться, да, благодарю, я дарбор. Хуя замон, согласен? بيخ ما بلاش так محمد كونيا هو خيري تانينا Добавляйте Абу, я что это приставка сейчас, Абу Мухаммад, там что-то там еще. То есть сын Нормально, Мухаммада. Мустафа, у доблестные чеченцы. Как у вас дела? Хуеварцу вначале хазмацазус. الحمد لله رب العالمين حسبنا الله نعم Бхармат, الوكيل في كل حول. Бхармат, я хотел кое-что у тебя спросить.
4 моих аккаунта заблокировали в канале Апологетик, да, Алан Мартин. Хотя я, ну, здесь многие меня знают, да, в разных каналах, там, апологетиков, там, разных, вот, в том же, в этом канале, там, в дебатах и так далее, что я не матерюсь, не оскорбляю, там, не перебиваю, просто адекватно общаюсь. Ну, заблокируй меня за то, что я приводил определенные стихи из Библии, да? Вот, по твоему мнению, человек, который на правде, будет так делать? Да, Который... наверное, будет, если ты ответы не понимаешь и постоянно, ну, то есть человек, если ты являешься Согласен. человеком, который, С этим согласен. который чисто в целях оскорбления, даже после того, как тебе, ну, попытались объяснить или объяснили, ты продолжаешь, типа, насмехаться или оскорблять людей, то вполне возможно забанят, почему бы и нет. Э, Не, я с этим согласен, но вроде такого не было, просто вот человеку не понравилось то, как я с насмешкой, якобы, как он говорит, задал вопрос оскорбительный для христианства. Хотя я задавал вполне адекватные вопросы. Тебе же у них надо это спросить. Ну ты являешься там админом же. Ну, являюсь, но условно, я же там не сижу, иногда захожу. Ну ладно, в принципе. Не суть. Хармат, этот один момент хотел спросить. Ты Мухаджира знаешь? На платформах тоже вот этих дебатов и апологетиков тоже иногда выступает. Возможно, тебе задавал какие-то прямые вопросы. Не могу вспомнить, но что-то я видел, апологетики, по-моему, Мугаджи, что-то. Да, Так, не просто знаю. интересный вопрос был. Вот смотри, как ты считаешь, вот, ну, насколько, как ты знаешь, да, вот можешь ответить по твоим, исходя из твоих знаний, вот в Чечню ислам пришел принудительно или вот как пришел ислам вообще? Или по их собственной воле чеченцев, да, я имею в виду? Ну, ислам Чечню пришел принудительно, но его не приняли. Это было в 7-8 веках, во времена сподвижников. Но там и особо ислама не было, там было главное женщин дань, детей дань в рабство и еды, чтобы платили. Но ислам чеченцы у них, естественно, конечно же, не приняли, но и, скорее всего, я полагаю, что они не предлагали. И когда уже тюрки, язычники пришли Да, я в что-то Турцию, улетаю. основали там Ну, не приняли, Турцию, не когда приняли. язычники пришли, вот эти тюрки, они построили суфийское вот это свое султанатство, и в 17-16 веках начали отправлять к нам агентов. В частности, особую роль сыграл Джованни Батиста Боэтти под псевдонимом Шейх Мансур. То есть это был суфизм, то есть язычество. Вот это язычество среди нас началось распространяться. Вот в 21 веке, начало 20 лет назад, нам всем внушили, что наши предки были мусульманами, и что мы мусульмане, а потом оказалось, после того, как мы согласились с этим, что они не были мусульманами, а были мушриками, суфистами, могилопоклонниками, и теперь надо становиться истинными мусульманами. То есть сегодня вот Я происходит, слышал от тебя, да, эти слова. вот Ранее сегодня, в на данный апологии. момент, как раз таки происходит исламизация. Так, как ты видишь, если можно его назвать насильственным,
Ну, скорее всего, пропаганда Ну, это не насильственно, просто людей дурят, да-да-да-да, и правильно, люди правильно. сами. Вот насчет этого момента, вот некоторые чеченцы, есть такая вот в некоторых группах, да, чеченских, тоже, где собирается так, ну, в какой-то мере исламофобы, в какой-то мере кораниты, да, они вот часто говорят такие слова, и, может быть, ты тоже это говоришь, просто некоторые люди тоже говорили, что у тебя тоже такое мнение, что вот якобы там вот мусульмане там, да, виноваты, что чеченцы, из-за нынешнего положения у чеченцев, что э, они не должны быть рабами, они должны быть свободными людьми, и вот им внушили, что вот это рабство, это нормально, короче. Ну, и рабство, я имею в виду рабство к Аллаху, да, к Богу. Но это же вина конкретно тех чеченцев, которые по своей же воле приняли ислам. И думаю, это вопрос нужно задавать именно предкам, да, вашим, я имею в виду чеченец, я просто сам не чеченец, э, вашим отцам, дедушкам. Подожди на секунду, пожалуйста. У тебя все смешалось, и вопрос некорректный у тебя получается. Во-первых, во всем виноваты мусульмане. Это не совсем верно. Это я никогда не говорю, что мусульмане виноваты в том положении и так далее. То есть к людям у меня нету. Мусульмане, они обмануты. Даже если я или эти так называемые исламофобы, чеченцы говорят мусульмане, они имеют в виду, это тебе 100% гарантировано, тех мусульман, которые именно занимаются оболваниванием людей. Например, которые напали, вошли в Дагестан, такой был у нас Удугов, там впервые в 21 веке построим халифат, некоторые говорят, строят комбайны, заводы, это после войны, как нам дали свободу. А мы лучше нет, мы не будем это делать, строить заводы и комбайны. Мы лучше в 21 веке первыми нападем на кафиров и первыми начнем их убивать. Снял это в видеоролике с этими лесными братьями. Это все в России показали, и потом вошли в Дагестан. И все, на Россию напали туда-сюда, по всему миру. То есть вот именно вот такие, а потом, кстати, после этого видео взял свои деньги и в Турцию перебежал, до сих пор там живет. А те пошли туда, там умирали, халифат строили, а этот убежал, деньги взял. Первое, второе, третье лицо вообще государства, когда это самое главное почти что. Правая рука президента, почти каждого президента. То есть обычным мусульманам тут нету никаких претензий ни к предкам, ни к сегодняшним. Есть проблема с идеологией. И именно идеология, в чем она виновата, в том она виновата. Эта идеология, ислам, виноват того, что мы лишились государства. Потому что эта идеология называет любое государство тагутом. Конституцию, которую, то есть закон, самый главный, который принимает народ, называет тагутом. То есть уже эта идеология, это антигосударственная идеология, она аннулирует, то есть это враги моего государства, они ее уничтожили, вот эта идеология и все, кто ее несли. А там 99% были агенты, 1% обманутые, которые именно хотели этого и добиться, то есть уничтожить свободное государство. Они этого и добились. Поэтому, чтобы такое больше не происходило, кто хочет халифат, кто хочет там шариат строить, вон есть полмира, где можно джихад делать, там все Хармат, угодно делать. Езжайте туда и Хармат, делайте. Нас оставьте. И все. причина вот этих первой и второй чеченской войны, ты говоришь, что это ислам, да, конкретно? Нет, я не говорю. Я говорю, что причина ислам, причина уничтожения моего государства. Инструмент и причина, если можно назвать это причиной, но инструмент, с которым аннулировали сами чеченцы,
через который вот этот инструмент, это был ислам, исламская идеология, салафитская, ахлю-сунна валь-джамаавская, которая никогда наш народ не принимал, и наши предки его знать не знали. И вообще, если слышали о таком, сразу проклинали таких людей. То есть тут предкам тем более нету никаких вопросов, да и к этим нету, которые там непосредственно агентурной работой не занимались, а просто были оболваненными, на войне воевали там, будь то Аллаху Акбар, не Аллаху Акбар, нету никаких претензий. Эти люди были людьми своего времени. Кто как поступал по его поступкам, и мы их судим и оцениваем, а не по их вере или идеологии. Человек может быть, мы все были в этой идеологии, мы все. Я, там, который там сейчас не мусульманин, все чеченцы прошли через это почти что. Поэтому к конкретным людям вот этим нету претензий. Причина, вот, чтобы решить какую-то проблему, надо узнать причину. Причина в чем? Причина в исламской идеологии, которая не признает никаких законов, международных, государственность, конституцию, светское государство, демократическое и так далее. Ну, это факт, и его невозможно отрицать. А там мусульмане виноваты в этом. Я не занимаюсь этим, мне не интересны мусульмане. Да, бывает некоторые посты там, репостить и так далее. Кто-то что-то там сделал. А так, чтобы в чем-то винить, сидеть, и мусульмане сделали это, то у меня нету таких проблем. У меня четко есть идеология, есть ее смысл, причина ее использования, почему она создана, эта идеология, кто ее использует, для чего ее использует, чего добивается. Да, я понял. И все. Хармат, вот я тебя не сильно хорошо знаю, если ну, если тут твое право отвечать на этот чат, просто мне интересно, а что такое вот твое государство, которое ты имеешь в виду? Да, как я понимаю, вот просто для некоторых это независимая вот Чечня, для некоторых это Чечня в составе России, и что для тебя вот это Ну, государство? мое государство, я имею в виду, в 92 году, когда чеченский народ после развала СССР объявил свою независимость, государственность, придумал, то есть принял свою конституцию. Эта конституция – это вообще основа всего и вся. Конституция – это гарант государства, это самый главный закон. Никто не имеет трогать его, никто, если только сам народ полностью не голосует. Сам человек идет там по каким-то своим христианским убеждениям, мусульманским, ваххабитским, суфистским, не имеют права это делать, но у нас это сделали, когда уже ваххабизм дошел до кипения. Какие-то пару человек в кустах взяли и типа конституции, статьи меняли. Они не имели этого права. То есть это уже беззаконие. Тем более ввиду того, что в этом народе, который провозгласил это государство, там не все ваххабиты, там не все ахлю-сунна, и даже там не все мусульмане, и не все верующие, там разные люди собираются, ловят какую-то середину и делают общий дом, строят. И кто ваххабит, кто там суфист, кто там христианин, и все живут с равными правами. Но ваххабиты и салафиты этого не понимают. Как только их кучка собирается, они сразу начинают всех там оскорблять, вы там кафиры, вы там наджасы, вы там будете джизью платить, или там мы вас уничтожать будем и так далее, короче. Начинается с этой идеологии сразу же. Вот и все. Я приблизительно понял твою точку зрения. Ну, у тебя конкретно предъява только вот к этим, да? Как я понимаю, к салафитам в основе, да, к салафитам там. И особо вот этим идеологии суфистов у тебя, ну, как я понимаю, нету особо предъяв к шиитам и там каким-нибудь другим. Нету, абсолютно нет.
никаких пределов. Там человек имеет право верить во что хочет и так далее. Но вот именно салафизм, то есть Ахлю Сунна валь Джамаа, который основывается на эти террористические там хадисы и так далее, интерпретации свои разные, и являются врагами государства, врагами законов, вообще врагами снаружи и агентами, которые там служат арабам. Это Саудовская Аравия финансирует всю эту хрень. Идет массовое перенаселение. Это мертвая пустыня. В Аравии ловить нечего. Там одна семья будет жить хорошо. Им этого будет хватать. А остальные вот эти плодящиеся кролики, им там кушать нечего, они там с голода дохнут. Это идет перенаселение, которое всю историю ходило. И каждый, кто принимает этот салафизм и проповедует это по Европе, все они занимаются этим, то есть уничтожением коренного населения и заполнением наших вот этих земель этим перенаселенным вот этими бедуинами. То есть это чисто просто-напросто политическая идеология, чтобы аккуратно, если они ломятся все, так мы голоду подыхаем, мы у вас тут хотим жить, мы хотим здесь выживать. Начнется вопрос выживания. И перед европейцами, американцами будет вопрос, раз так, то либо мы, либо они. Будет война 100%. Вот так они через религию мы вами, братья, там, уже исламизируя местных вот этих всяких отбросов общества, там, англичан, французов, пробивают себе дорогу и так далее. И переселяются потихоньку, переселяются из своих пустынь. А мы, для меня это лично вопрос вида, вопрос белой расы. Потому что негры, семиты, с ними совокупление, это ребенок уже ихний, потому что ихние смуглые и черные гены преобладают. Если черный берет замуж белую женщину, у них ребенок будет черным, потому что черные гены преобладают. Это вопрос расы, вопрос вида. Притом той расы, которая, построила весь мир, который сегодня мы знаем. Дала все эти технологии, всю эту культуру, театр и так далее, и так далее, и так далее. Без этого вида, то есть белой расы, этот мир будет куб в середине черный. И какие-то обезьяны будут крутиться вокруг этого куба. Никаких картин, никаких цветов, никаких ни хрена вообще в этом мире не будет. Это будет ад. Я не желаю своим потомкам увидеть эти страшные события и переживать. Поэтому я и борюсь за выживание. Пармат, я Адис Хазием тоже. Сообщается, что Бабу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал из сказанного посланника Аллаха. Я запомнил то, что относится к двум видам знания. Что касается первого, то я распространил его среди людей. Что же касается второго, то если бы я распространил его, мне обязательно перерезали бы горло. Короче, походу только половина он. هناك دراع и вот то ли можно ли извергать семя вне лона рабыни и дарма либо продавать мать, свою рабыню, которая родила тебе ребенка, очень отца дарит. Хадис передать, что Сахих Бухари, что у меня от такого-то, такого-то, пророк сказал то-то и то-то, и потом этот передатчик, его слова. Но я не хочу, чтобы его передавали от моего имени здесь, в Медине. И от его имени этот хадис мы сегодня знаем, и он передан. Короче, он не хотел бы, чтобы передавали, но в итоге передавали. Худагайр Чалайз в итоге.
Вообще хиячуваться. В чём смысл, короче? Вообще, вот шарх штиве Алласо, и хадиши, типа раскрытия. Сейчас читаю шархи, и вообще ничего не надо. Асдюч мялдолгум, оказывается, я делал просто шархи. Например, в хадисе о признаках конца света, где там в Бухари говорится, что не наступит час, пока мать не родит своего Господина. господина, ага, и босоногие пастухи черных верблюдов не будут соревноваться в возведении огромного жилища. Да, Ибн Хаджар аль-Аскаляни, Фатхуль Бари, по шарх дюш высоко. Вот так. Ибн Хаджару ба мнение большинства хаялицу от Хатаби имам ан-Нававига, что это мнение большинства. Что имеется в виду здесь распространение ислама и завоевание земель многобожников и порабощение их потомства. Когда человек владеет рабыней и рождает от нее ребенка, то этот ребенок по положению становится как бы господином своей матери, потому что он сын ее господина, то есть свободный. И имам ан-Навави и другие сказали, это мнение большинства. И я же говорю, Бах ибн Хаджару, есть в этом сомнение, что именно это здесь имеется в виду, поскольку рождение детей от рабынь существовало уже в то время, когда было сказано это пророчество. А завоевание и порабощение земель многобожников, изъятие наложниц происходило преимущественно в начале ислама. А контекст речи указывает, что речь идет о вещах, которые еще не произошли, но произойдут перед наступлением судного часа. То есть он моими словами говорит, что тут Мухаммед сказал бред. И с этим бредом еще согласились большинство ученых и имам ан-Навави. Но он, Ибн Хаджар аль-Аскаляни, который делает этот шарх, Фатхуль Бари, и жил он в 1372 году. То есть он уже после Мухаммеда прошло сколько лет? 600-700 лет почти что прошло. Он умный типа, сидит и говорит, ну это бред, короче, Мухаммед сказал, потому что это происходило еще в его времена. Как он мог такой бред сказать? Тут походу что-то другое, наверное. То есть эти люди Как сами, которые делают эти шархи, они, оказывается, говорят, все, что я говорю, это говорят вот и эти мухаддисы, которые делали шархи. Ну, представь, он дожил 800 лет после пророка, и конца нет Да, нигде. Видите, он да, же должен да, что-то да. другое сказать уже. Да, 100%. Им как-то надо это. Ну, я вижу, я его читаю, видно, что это искренний человек. Он реально не понимает. Он реально говорит, вот, я думаю, есть сомнения в этом, типа, это имам ан-Навави и другие сказали, ученые, что это мнение большинства ученых, притом самых ранних. Да, Цуэн, Бяган был, Гейнца Болшил был ученый, короче, склоняться на что да, походу, так, и ученый был, и царь Эрлил, и движение Чакерла уже так, потом саму Кичидек Алмадизи уже, да, ойла и Нерлахцу, Бакхулил, да, царь Эрлил, короче, пускай вариант, Да, а сегодняшние мусульмане уже какое толкование, то есть какой шарх делают сегодня, то это Бурдж-Халифа. Но прикол весь в том, что Бурдж-Халифа и все эти здания, которые якобы возведены, они не являются частными зданиями. А в хадисе говорится, что босоногие владельцы этих
верблюдов будут состязаться, соревноваться. Они, эти Бурдж-Халифы, это не соревнования. А И черные, строят их не сами они, их архитектура, все это делается, и являются они государственными зданиями. а черные верблюды это черные Мерседес и Ламборгини, наверное, да? Типа. Не, да, это тут он тоже это раскрывает, приводя хадисы и другие передачи, что черные, ну, самые дешевые верблюды это черные, самые дорогие верблюды это красные верблюды. И он дальше приводит еще мнение, что имеется в виду тут по возведению. То есть в XIV веке Аскаляни говорит, что тут имеется в виду, что бедные станут богатыми. То есть те, кто были босоногими и пасли верблюд, не обязательно должны быть это ихние верблюды, поскольку имеется в виду, что они босые, нищие, но нищие не могут иметь верблюдов, но они могут за плату их пасти, то есть какому-то другому человеку. И что это имеется в виду, что бедные станут богатыми, то есть владеть чем-то. Не имели ничего и будут иметь что-то. И видео сейчас еще про зеленых игел и Аравия. Зеленью покрыться дегдуэлил. Там буквально 2 на 2 километра зеленью покрытины, и то искусственно. Видео, что говорил, вы говорили, что зелень агяса, вот посмотрите сегодня на Аравию там. А потом лякир карта, спутник, гушаяцы зелень вообще. Это то, что они там построили, это прям очень малая часть. И борз вышел, включить вещи, аж само это больше включить вещи из модератора. Тут, в принципе, нету вообще никакой зелени. О, место свое спалил, боже, да? Вот смотри, это, ну, самая не имеющая, это самые последние фотографии сверху. Это Да, вообще такой Долгайдон пустыни, Гойчмора. такой этой, вот она, пустынной местности вообще больше нигде на земле нету. И приближаешь сюда, даже вот это место, которое тебе кажется зеленью, оно не зелень, это черные Это скалы. камни, да? Да, это вот эта черная вот эта фигня. Ну, пусть будет там чуть-чуть зелень. Вот это, вот эта местность хорошо видно, смотри. Это их вот эти черные скалы, горы, холмы. Какая тут зазеленеет? Что тут зазеленело? Где? Что? Что тут зеленью покрыто? Я извиняюсь, можете борзу микрофон включить? Человек просто... Походу, Масер, я зашу Масел, Маэдер, там включить тим, и ничего тогда. Короче, зелени и Бурдж Халифа, единственный, и Бурдж Халифа, цани, довод дюцер, царя ложь, и то цабол царя, речь. Вистро. Насчет озеленения, то он технологии. Шемаю, это китайские компании, шорт, которые в любом месте зелень насадить. Отсюда сега. То есть там Tavallaan saat teknologisia saumoja, video hajanets. Video use, ta технология, мечави технологии, та хундия они стери, озеленети. в Китае там тоже у них же есть пустыня Коби, В Гоби или Китае есть Коби. солнце уже, искусственное солнце китайцы давно уже запустили. А сам я имею в виду, это же не естественным образом издается, а искусственно делаешь моду из технологий, с помощью технологий, опять-таки. Не то, что этих людей Писания, а тут уже вообще вне этой авраамической религии, как бы Ну, волна. YouTube видео я тоже видел. Вот в Китае эту технологию, где она? Китай. Вот. Фига, там не особо озеленение, а
попытки у них там есть какие-то, какой-то вид Ну, растений, которые более ну, устойчивые, они туда сажают. Ну, а с Боакуду это в виде знамения, вот там, освободиться видно. секунду. Освободиться секунду. Если даже это Китай, если они это делают, то у них местность, то есть территория расположена в месте, где зелень, если они посадят, оно будет, сможет выживать, если они будут следить за ним. А тут мертвая пустыня. Тут чисто географически не получится это, что бы ты там не посадил, и ты, вода в пустыне, это все, ну, если даже будет, для этого надо будет огромные ресурсы, ну, и оно как минимум сейчас не происходит, чтобы они говорили, типа, то. Лерен и قيمة идеалдер, да, вряд ли они потратят триллионы долларов, чтобы тупо озеленить местность, которая им не нужна по факту. Им же только города озеленить, а дальше особо не важно, что там зелень, не зелень. И мы видели эту Мекку, Медину, короче, весь этот круг, там они все посадили бы, там были бы, наверное, все цвета, вот эти вавилонские висячие сады, наверное, если бы возможно было бы, они все это там сделали бы. Но там просто-напросто везде пустыни, там нету ничего на данный момент. Они снимают ролики, уже распространяют их, типа, вот, там зеленые поля, что-то там снимают, вот Аравия покрыла зеленью, уже судный час подходит, уезжайте все Шам, умирать за ИГИЛ, короче. И Джейс Уатс, полный редакциос, он, короче, который исследовал и доказал, что Мекки не существовало никогда, и что это все миф Мухаммада как таковой, это пророк Хилвац, там Мухаммад означает там в верхнем переводе имени за милостивый. Хвалимый царь, хвалимый Холи, царь. да, царь, али манет шакаренцун зана, йо и малуй ва хиджаб бол швалцаца извац дa'wa юхирол инаус цунцане холцун дебатш ац англиадер мичадер. Ой, хиджабом вообще цажим даих канумерцун вообще. Я Вожу придурок. Вожу камел деш, отцу камел деш, бицепс, гойч, короче, кюкшлес деш, жонглировать деш, издеваться деш, вожу оксагу, кавелся. Ер лил хоуш, да вот обезьян, дух ер хиджаб, вообще я хитер сунам от лица всех мусульман, цапает больше пал хитер сун. И вукон теории алэртарсом и Мухаммад Хилвац, ца Мекка хиляс, Коран хилдат, яшцу, короче. И Цугойчу путяти, шелкового пути уезжа. То есть в Мекке вообще невыгодно было вести торговлю. Леран, Мекки, Уан, Цигарда, чтобы там торговлю вести. То есть не было необходимости в этом городе. Просто на пустом месте Дукканёч, Халин городе, короче. Нет у нее такой глубинной истории. Хазишины. ХЗД. Есть такое, да. Скажу, убедительно длится за полуторачасовой ролик, кажется, цена стоит чем-то. Да, вот мнение, но все-таки уже в парадигме ислама спорить дадешь могуля, да я кажу, там я что уже никакого разговора не будет. Я пойду своей дорогой, а не своей, как бы. Уже внутри чуть-чуть вяло, чуть-чуть противоречишь, блядь, шумшка эти шкурка. Но это эффективнее. Мекка хилят, саатишек вас, как будто ищега хилчсан в 7 веке. Уверенно гилар, да, любой, он агинулся уверенный указ. Даже не убежденный, а уверенный.
Откуда у него эта уверенность, непонятно. Он ничего не Инстинкт читал. толпы, Олцена. Это инстинкт толпы. Толпа дает ему отражение свое в толпе, дает ему уверенность. И все. Что алды, самухетто, я верю, лирас. Верю, но уверен в отцу лирас, потому что нет ничего, что мне доказало бы, что действительно я бусалдин истинный дуэл. Я максимум могу верить. Лирас, давай, лоба, тамщинам, что адуется, что получается, тише, вац. Ну, как раз таки тишь, хоуш, вац. Он сам хоушелардуис, когда ты уверен, когда ты знаешь, что ты не знаешь ничего. Знать значит иметь знания на этот счет, там, не знаю, хотя бы раскопки иметь, там, не знаю, хотя бы скелет Мухаммада найти, чтобы иметь какие-то знания. Из дамича верлан, из каждого чушин шин лоучи, да улшу из цунсимя, каждый чушин лоуч городе, а могилы нацин. Сансос Англиясан из дебат, безопасно дебат швестиемик, шметтигел харик узала, ансос территории Велча, а мел эллага против этого диалама да еще ама алла еще. Автор. Я могу один вопрос задать, и потом я выйду. Давай. Хотел вопрос задать, да, это всем, ну, кто занимается всей этой апологетической этой деятельностью. Вот какие у вас были вот такие вопросы, да, которые, возможно, вы у себя в избранных или в какой-то книге там, может быть, записали, сохранили, которые вы часто там, может быть, любите задавать мусульманам, или которые у вас запомнилось насчет ислама, на которые не могли ответить большинство мусульман, да, может быть, кто-то заикался или там у кого-то язык там заплетался, не мог ответить. Просто вот я каждую вот эти группы захожу, апологетиков там или дебатов, и у людей, да, которые занимаются исламофобской такой, так скажем, деятельностью, просто беру некоторые вопросы и у себя просто разбираю. Если не сложно, если не скажете, это ваше право. Просто хотел бы тоже узнать. Может быть, Хамад скажет, или автор, может быть, ты скажешь. Не, давай Пармат скажет, он давно этим Я занимается. у Алла набрал интересные вопросы. И у Бориса брал. Борхес. Ну, у меня, в принципе, там есть конспект, у меня сейчас уже утро, я целые сутки работаю на материалах, мне уже надо отходить. Могу конспект скинуть. Например, один, я всех их не собирал, их очень много. Давай. Еще Ну, лучше будет. имею в виду вот эти противоречия и так далее по темам. У меня их очень много, всех этих конспектов. Ладно. Ну, могу вот, например, один, который я в чат-рулетке, ну, задаю вопросы, вот это скинуть. Ага. Давай, интересно будет. Просто тоже вот задаю, и некоторые вопросы на самом деле иногда бывают достаточно сложные. И чуть, так скажем, непонятные. Ну, я люблю разбирать, и узнавать вот это. Посмотри, открывается у тебя или нет такой документ. Пармат шарх штается, адуич, шарх эларя. Хуик отснаусто, есть шмаюш от видео, что и цанаус, ног чуваться, фамилия Да, сосунцем открывается. каждый раз. Открывается? Да. Все здесь оказывается Да. длинный, да, очень много Да, вопросов, да. да.
И таких у меня вот этих материалов, конспектов, ну, ну, разной стороны, разнообразные. Это, например, я использовал, ну, когда встречал мусульман в чат-рулетке, задавал им по несколько вопросов, типа, чтобы они ответили там. Да, да, нет, нет, может ли Аллах такое дозволить? Вот, и задавал вопрос, например, продавать рабынь, которые родили им детей. Они говорили, нет, не можешь, туда-сюда. И потом после ответов несколько, Это, когда собиралось, это. я проверял, насколько его в голове и Бог, которого он верит в своей голове и создал, соотносится, ну, с Богом в исламе. То есть это поэтому документ, который я... А, ну, в чат-рулетке ты же понимаешь, там, как тебе сказать, всякие, ну, кто сидит из мусульман. В основном это малознающие люди. И Вот, вот, вот есть такие группы, да, может быть, ты слышал Аррад, да, Джаузи Абу Усман, вот его группа, у него еще Алан был. Вот почему вы вот такие группы не заходите? Или, может быть, ты забанен, там, исключают или не дают слово? А Ну вряд вот, ли он Ну, потянет, там очень сильные академики сидят. ну, в Выйти. принципе, мне туда с одной стороны, идти незачем, что я там буду делать полный ваххабит, ну, например, Аррат все признает, как есть, верит, там, земля плоская, солнце вокруг, там, земли крутится, ну, какие вопросы к нему у меня будут, там. Есть человек, верит в насчет это, насчет допустим. плоской земли, насколько я знаю, он не признает это. Но я утрированно говорю, да, ну, настолько противоречащие науке вещи он признает, он настоящий салафит, и любой бред он признает, который передают салафы. Ну, в смысле, зайти к нему, и что я ему скажу там? У тебя там земля на ките по Ибн Аббасу, и он скажет, да, и чё? Окей. Понял твою логику. Понял. Ну, например, есть у тебя вопросы, например, вот такие, которые могут, например, как бы тебе сказать, вот привести аят и привести хадис, да, которые будут явно противоречить друг другу, да, и вот сказать, вот, вот здесь вот явное противоречие, но при этом достоверный хадис, и здесь, с другой стороны, аят из Корана. Вот Ну, какая-то несостыковка, да? Аль-Кураши, я как раз этим занимаюсь. У меня последние несколько видео на канале про Даджаля. И материал я в Телеграме сразу с конспект, который тебе скинул, такой же конспект у себя на канале после эфира или видео или лекции сразу выставляю в документ формате на моем канале в разделе файлы. Все документы там уже выставлены, лежат. Можно любой открыть там и его. Ну, Да, да, есть. я смотрел. Последние твои видео, пару видео смотрел, и некоторые видео сохранил. Интересные вопросы, которые были. Тоже у Да, себя вот разбираю. такие я делаю и выставляю, если в документ формате надо. Ну, и в постах можно смотреть, где я, как ты говоришь, привожу все это. Хадис, там, аят, который противоречит. То есть, если тебе интересны такие вопросы, то ну, посмотри на канале, очень я там выставил, что тебе интересно, найдешь. Ну, да, я смотрел там вот эти короткие шортс видео, просто там есть такие вопросы, на которые, да, были у шейха Фулейджа, у Костекского подробные ответы на эти вопросы просто. Но я бы не хотел бы здесь эти темы упоминать, потому что долго вот это будет, да, разбирать это все. Если Вот, ты говоришь про предопределение, да, то как раз, да, в том числе. да, это у меня около ну, сотни шортсов, и единственный шортс из этих сотни моих шортсов, на который какой-то типа якобы ответ был, это предопределение. А у меня только один шортс по предопределению.
И я это смотрел, никакого ответа там не было. Этот человек сидел и из своего разума, как и все мусульмане, заходит ко мне и отвечал. Но проблема в том, что Мухаммед думал совсем иначе и отвечал на такие вопросы совсем иначе. А Фулейч, я смотрел, отвечал чисто из своего разума. Не сослался А ни на ты, один ты, аят и ни на один хадис. ты про два предопределения, да, которые Фулейч говорит про одну вот эту вот судьбу, которую Всевышний Аллах Да, предопределил до. да, 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 он полностью, это его измышление его разума, это измышление разума людей, потому что есть хадис, А, но почему он их не привел, я не знаю. Мухаммеду люди, там сотни хадисов, где подходят сподвижники и спрашивают: Мухаммед, если все предопределено, то зачем нам что-то делать? И он отвечает: делайте, вам будет облегчено то, что вам предписано до вашего рождения. Потом спрашивают: Мухаммад, вот, например, мы что-то сделали, это будет в рамках уже предопределенного, или это нам будет заново с чистого листа записываться? И Мухаммед отвечает: что бы вы ни делали, это будет уже в рамках предопределенного. То есть записано. И сотни хадисов, что Аллах посылает в утробу матери ангела, и там же на свитке записывается мальчик, девочка, когда умрет, и все его поступки и дела. Потом свиток сворачивается, и ничего после этого не добавляется и не убавляется. И ангел выходит с этим свитком в руках, приходит к ангелу, Аллаху точнее. То есть это не был ответ, это просто сидит человек и чисто вот эти латинские, греческие, философские измышления пересказывает. Ну, это не ислам. Это греческая философия, он рассказывал. это интересная и сложная тема. Просто я не знаю, где с тобой можно эту тему обсудить, это все, где можно это с тобой. Просто Apologetics, да, как я говорил, меня забанили там, этот Алан забанил. Ты сюда часто заходишь, да, Хармат? Вот этот чат. Или Ну чаще да, в Apologetics? принципе. Ну, нет, я туда редко захожу. В основном здесь сидим. Ты в основном здесь. курсе, Хармат, что вот этот вот тот же Алан и Борис, которые тоже вот это любят вопрос насчет предопределения, что в христианстве этот вопрос, да, насчет предопределения, он намного, вот, ну, скажем так, даже вот в том же формате, как и в исламе описан предопределение. В Не христианстве то же самое. совсем, не совсем все-таки. В христианстве дается выбор, там есть свобода выбора, идите к свободе, и там даже самый вот этот Адам, основная причина всего этого. В Библии, в христианстве ему дан был выбор. То есть Бог дал ему свободу. А в исламе, в хадисе и Бухари, и Муслима, нескольких версиях приводится, что Адам и Муса спорили. И Муса сказал ему: о, Адам, ты нас, в общем, из-за тебя мы оказались на земле, ты, короче, плохое сделал и так далее. И Адам отвечает ему: «Ну, ты читал Тору? Да, читал. Ты видел там, что Адам съел яблоко, укусил из дерева? Да, видел. Так ты упрекаешь меня в том, что Аллах предопределил мне за 40 тысяч лет до того, как сотворил меня? И этим доводом Адам победил Мусу, говорит Мухаммед. То есть это в исламе Адаму съесть яблоко уже было предопределено. Он не мог его не съесть. Аллах ему это запрограммировал. А в христианстве все-таки Бог дал человеку выбор, свободу воли и так далее. И вообще само христианство, как и вопросы предопределения и свободы воли, то есть философия, это греко-римское изобретение, поэтому они очень хорошо разбирались, кто придумал христианство в этом Хармат, вопросе. В я отличие... извиняюсь, на самом деле, у меня VPN чуть-чуть, да. Можешь еще раз, пожалуйста, вот с этого момента насчет яблока, да, ты говорил? Насчет Адама.
Да, момент. и там есть спор Адама. И, кстати, тоже текстовый материал со всеми этими хадисами на моем канале в разделе файла предопределения кадар. Адам, У спор тебя... Мусы, Адам приводится глава Сахихи Бухари и Сахихи Муслима, где Мухаммед приводит спор Адама и Мусы в качестве, рассказывает своим сподвижникам, что Адам и Муса спорили. Муса сказал Адаму: «О, Адам, почему ты совершил грех? Из-за твоего поступка нас вывели из рая». И Адам отвечает ему: «Ты читал Тору, Муса?» «Читал». «Ты видел там, что Адам съел от этого дерева?» И Муса отвечает: «Да, я такое читал в Торе». И Адам отвечает ему: «Неужели ты меня упрекаешь в том, что мне было предопределено совершить за 40 тысяч лет до того, как Аллах сотворил меня?» И Мухаммед говорит: этим доводом Адам победил Мусу. А в Я христианстве слышал. Бог не предопределил, он дал выбор Адаму, съесть или не съесть, он ему этого не предопределял. И в христианстве также нету, что всегда было там записано и так далее, что Тора была постоянно до сотворения небес записана, вечное слово Бога и так далее. То есть там все-таки Ну, другое абсолютно. смотри, насчет этого хадиса, да, насчет этого хадиса я в курсе, я обсуждал этот вопрос с христианами. Ну смотри, насчет предопределения, да, то, что вот Бог, да, в христианстве предопределил, кто будет христианином заранее. Ты бы с этим поспорил бы? Вот. Я просто вот это говорил христианам, и они говорят: нет, нет, Ну, это я, в не так, у нас есть принципе, свобода. в принципе, мне христианство не интересно, если бы я там что-то не находил бы или не спорил бы с чем-то, я бы был, наверное, христианином. Ну, для меня вообще христианство это, как и ислам, государственный инструмент для управления массами, людьми и построения своей собственной империи. То есть чисто политический ход. Поэтому как бы даже мне не интересно, что у них там. Но конкретные вопросы и Понял. конкретные места, которые различия, что я знаю, когда спрашивают, я говорю, там есть такое различие, у них более все-таки, у них христианство создавали все-таки греческие философы, греко-римляне, они были очень образованы, а ислам создавали, бедуины, они, поэтому там более низкий Да, уровень. ну образован, ну смотри, они, вот смотри, да, вот их святые отцы, да, они, как ты сказал, да, они так вот объясняют предопределение, да, они говорят: нет, там у нас свобода воли, но у них есть такие стихи, очень такие интересные, там Римлянам 8:29, и это Ефесянам 1:4, это где у них Бог говорит, сейчас Он избрал нас в нем, то есть в Боге, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Здесь интересные слова. Он избрал нас в Нем прежде создания мира. И еще Римлянам 8:29. Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобным образу Сына Своего. А кого Он предопределил, тех и призвал. То есть здесь мы понимаем, что кого Он предопределил, только тех и призвал в христианство. То есть кого предопределил Бог. Ну, они это объясняют тем, что вот якобы предопределил, это, ну, предузнал, да, имеется в виду, э, как сказать, вот, знал заранее, что кто будет христианином. Но в Ефесянам 1:4-5 здесь объясняется этот момент. Здесь говорится, он избрал, не только предопределил, избрал быть христианином определенных людей. И когда этот стих читаю, они говорят, христиане, да, ну, они вот меня как раз-таки выгнали из апологетиков именно из-за таких подобных вопросов.
Почему-то вот непонятно. Но мы можем, да, из этих стихов понять, что все-таки вот это предопределение, то есть что и христианство, что в исламе, это по сути одно и то же. Потому что мы здесь видим, да, что здесь тоже избирается, кому быть христианином, кому нет. И Ну, то же если самое, что... хочешь, я им скажу, ну, посмотрю, спрошу, кто как, почему заблокировал, разблокирую. Да, И да, с да, ними конечно. можешь, как бы там делают чаты, и с ними можешь этот вопрос обсуждать. Я сам послушаю, мне тоже интересно, потому что я этот Будет, момент да, интересно. да, не так хорошо Аликорыч, знаю. Всего хорошего, короче, я на отбой. Все, спасибо. Все. Аликорыч, можно тебя спросить? Да. Вот Да. у людей, которые тут сидят, у них есть определенная мотивация для того, чтобы заниматься вот этим, тем, чем занимаются. У тебя какая мотивация, когда ты споришь с христианами? Смотри. Я не спорю с каждым христианином, да. Я спорю в основе с, так скажем, с теми людьми, которые занимаются исламофобской деятельностью, да, вот имеется в виду. Как тебе сказать, вот когда они приводят аяты, хадисы да, вот, и, например, приводят хадис, но при этом забывают про стихи из Библии, где, по сути, то же самое, или, или намного хуже, чем описывается вот в хадисах по человеческим, да, нормам. Ну, какие цели я преследую, да, вот корректнее сказать, как бы корректнее сказать, это, наверное, тоже вот это вот разоблачающаяся вот деятельность, чтобы вот показать, что Библия, она на самом деле была искажена. Ну, вот два варианта. Первый это чтобы показать им, что э, чем они занимаются, да, исламофобы, христиане, это, это то же самое, что описывается в Библии. И второй это показать, что их писание было искажено. Вот смотри, э, не будет ли это как стрелять себе же в ногу? То есть, опровергая их, ты, получается, опровергаешь себя. Почему? Потому что ты имеешь в виду том, что Библия, она была неспослана Аллахом, да? Тоже. Нет, не совсем. Все аргументы, которые ты им говоришь, их можно направить и в ислам. Например, ты говоришь, у Да. вас Я искажено. понял. В чем проблема исказить ислам? Вот ты должен доказать им, что смотрите, вот так-то, так-то у вас искажено, а вот так-то, так-то у нас не искажено. Почему ислам нельзя исказить? Смотри, вот Коран, да, они знают очень много, вот тысячи, сотни тысяч людей, да, наизусть знают Коран. И вот даже недавно обсуждался вопрос, где в тексте, в Коране там допустили, да, в Мусхафе ошибку. Но его сразу же исправили. Да, человек, который даже не был в исламе, а просто занимался, так скажем, вот изучением, там, чтением Корана, он исправил эту ошибку в Коране, в Мусхафе, да, там, буквы. А вот насчет Библии есть очень вот много разных переводов, разных видов там, да, Библии. Хоть здесь ты можешь сказать, конечно, что там про 30 видов Корана, да, про якобы 30 видов Корана. Но вот, вот в основе русские православные христиане, они читают Библию на русском языке, да, насколько я знаю. Очень мало людей знает на греческом языке Библию. И знает вообще греческий язык, очень мало людей. Хотя
Библия, стихи из Библии на греческом языке от русского очень сильно отличается. Это знаешь, чем доказывается? Вот когда я привожу стихи из Библии христианам, да, они говорят, давай прочитаем его на греческом языке, вот каждый. И там оказывается очень сильные различия. Очень сильные различия. Вот даже в тех стихах насчет предопределения, даже вот насчет большинства новых стихов, там, ну, насчет Нового Завета, я имею в виду, э, очень много вот этого э, противоречий с русским переводом. А ты читал Библию? Я, да, читал. Ну, на греческом я не читал, Ну, просто понятно. контекст. Да, Евангелие от Иоанна, от Марка, все это читал? Ну, да, читал. М. Смотри, когда ты читал Библию, тебе не показалось, что в Библии есть какое-то добро, которого сложно найти в Коране? В Коране как будто есть правила, но не какое-то добро, зло, как будто как будто Коран считает эти понятия детскими. Есть просто справедливость и закон. Как будто Да, Коран да, я более когда, смотри, жесткий. я когда читал, ну вот первый раз там начал читать Библию, я заметил тот момент, что в Библии есть вот это некая вот крайняя любовь, сказать. Для меня она лично крайняя, вот автор, для тебя она может быть очень даже вот лучше, чем в исламе, да, ну для меня она вот кажется слишком крайней, э, слишком вот, так сказать, да, вот. Как будто любовь, Слишком. Бог любит нас слишком сильно или что? Э, как бы тебе ответить, да? Вот смотри, обрати, если тебя бьют в щеку, обрати и другую щеку, да? Да, 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 Обрати да. другую. Вот. Вот этого стиха. Такого мы не найдем, да, в исламе. В Коране мы не найдем такого. Конечно, конечно. Ну, вот мне кажется, да, такого нету. Я согласен с этим, то, что ты сказал, да, той любви, которую, как ты говоришь, есть в Библии, нет в Коране. С этим согласен. Но мне это кажется, наоборот, логичным, больше логичным, да, вот, чем в Библии, потому что, по моей логике, лучше иногда ответить, да, и э, Бог, понимая, что иногда не бывает без убийства, и иногда не бывает без, так сказать, ответа на зло, он разрешил это, он это допустил, а в Ну, христианстве Бог этого не допустил. да, в Коране как будто Коран более практичный, как будто из реальной жизни. А Библия– это как будто что-то доброе, что-то хорошее, что-то, чего-то нет в этом мире. Понимаешь? Я не пытаюсь сейчас сказать, что Согласен, согласен. Библия, она как будто, там говорится, вот, будьте как дети. Вот я, будучи мусульманином, когда читал эти строки, у меня по спине пробежали мурашки. Мне это очень понравилось. Когда Иисус или Иса говорит, будьте как дети, я как будто мне захотелось быть ребенком, мне захотелось быть искренним, чистым, каким-то наивным, доверчивым, каким-то простым, радующимся каким-то простым вещам, а не вот эта вот взрослая жизнь, где все быстро куда-то катится, с кем-то ты не в ладу, с кем-то ты в друзьях, ну какая-то работа еще. Ты вот мне захотелось быть каким-то простым, как ребенок, со всеми людьми побыть честным, откровенным, верить всем подряд, не быть злым. Это Библия как будто вот этому учит тебя, но это не практично. Как больше практики тебе дает Коран. Коран как будто тебя учит выживать, а Библия учит тебя быть каким-то добрым, наивным мальчиком.
И тут можно полюбить что-то одно. Понимаешь? Да, смотри, даже смотри, насчет этого момента. Ты когда задал вопрос мне, да, такой интересный вопрос, который я даже не смог, да, так скажем, может быть, ты заметил, корректно ответить насчет того, что ты сказал, какую цель преследуешь, когда читаешь какие-то стихи из Библии христианам, да, может быть, ты заметил, не особо корректно смог ответить. Я могу исправить свой ответ, чуть, наверное, неправильно я ответил, да. Э, наверное, знаешь, какую вот цель я преследую, когда читаю вот христианам стихи из Библии. Вот смотри, нынешние христиане, да, как по мне, как я вижу, по моей оценочной суждению, они э, не соблюдают полностью, как заповедовал им Иисус, свою религию, да, они не соблюдают. И меня, вот так скажем, в сердце это очень сильно раздражает, что они забыли свою вот религию, оставили вот свою религию и начинают вот пытаться как-то разоблачать ислам. Поэтому я ищу определенные стихи из Библии, да, читая им, вот сказать, вот у вас так-то, вы забыли свои писания, но напоминайте нам наши. Наверное, более приблизительно такую деятельность. Именно из-за такой цели я веду, наверное, вот это вот То есть свою борьбу. тебе немного раздражает, что они, забыв свое, начали учить других другому. То есть начали Ну, говорить другим, что они неправы. То- да. Но это в том числе, да, в том числе, наверное, да. Думаю, Но я, более так правильно будет. я тебя понимаю. На самом деле, если жить по Библии, то ты должен быть очень хорошим человеком. И очень надежным, очень хорошим, очень правильным человеком. Тебя будут все любить, если ты будешь таким. Некоторые пользоваться будут, некоторые будут любить тебя за эту твою искренность, а, за твое прощение всего и вся. То есть ты будешь прощать, даже если тебе ударили в щеку, ты будешь прощать этого человека, подставляя вторую щеку. То есть ты не идешь мстить. Ты какой-то добрый, хороший человек. Но я не вижу, чтобы кто-то пользовался Библией. Я жил среди разных народов, среди людей, которые Библию почитали, но я не видел каких-то добрых людей. Я видел расчетливых людей, которые только и думали о том, о своей семье, например. И с одной стороны, это правильно, думать о себе и о своей семье. Но я не видел каких-то добрых людей. Бомжи я видел, как Библия говорит, бомжи это были очень добрые люди. Я их видел, и мне хотелось даже с ними побыть немного. От них сильно воняло, но они были какие-то библейские, они добрые какие-то были. Кстати, насчет бомжей я согласен. Насчет бездумных людей, и иногда бывает приятно с ними, да, посидеть там, поговорить, и более открытые люди бывают. Ну, насчет доброты, я считаю, да, это мое тоже вот мнение, да, я не это, вот не пытаясь это кому-то другому вот впаривать, да, что вот это вот то, что написано в Библии, да, это невозможно просто вот вот в современном мире это соблюдать все. Вот эти законы, Как мои будто законы. монахом каким-то станешь, да? Или бомжом. Ну да. Либо можно уйти Давайте я пастухом быть, вспомню и ваш вот не без общения с людьми, да, только с животными, то есть ты будешь иметь какой-то... Давайте я вмешаюсь в ваш спор, потому что сам мисконцепции у меня очень. Да, Библия, спора нет. да, Библия, Библия, вы Евангелие Библия называете, не совсем так, что Библия имеется в виду все эти книжки, короче, и Тесла, Старый глухое Завет. звено, прерываешься, Тесла. Старый Завет и Новый Да. Завет, они оба разные. То есть, если Евангелие, оно действительно
о добре, о всем, то Старый Завет это уже... То есть христиане не обязаны жить по Старому Завету, аль-Кураш, как ты говоришь, они должны жить по Евангелию, потому они и христиане. По Старому Завету это евреи. И там разница есть. Что касается невозможно жить по Евангелию, вот эта вся цивилизация, все эти Красный Крест, все эти не знаю, декретные отпуска, то есть на христианских ценностях основаны. То есть все эти европейские достижения в смысле этого, человечность, там, права людей, все это базируется, изначально базировалось и, скажем так, людьми, христианскими общинами водилось. То есть нельзя говорить, что невозможно. Мы все уже живем по вот этим большой частью в цивилизованных странах. Ты получаешь помощь от государства. Все, это все благодаря вот этим самым христианским основам на Евангелии, не на Библии, где там есть как в Коране и все. Второе, что вы неправильно трактуете, это что вот фундаментальная разница между христианским Евангелием, не Библией, не Торой, не Пятикнижием, а именно Евангелием, основной книгой христиан, на чем они базируются. И между Кораном, христианское вот это Евангелие различает добро и зло. То есть плохо, хорошо, а не то, что невозможно. Или ты можешь жить как преступник и взять Коран как руководство для своей банды. И говорить, что вот, мол, дескать, это практичное. То есть я тут, для банды надо этим пользоваться. Короче, наша банда, я не могу по справедливости, по-христиански. Мне это не подходит, потому что я банда, потому что мне надо грабить людей, мне нужно для этого Ассаламу алейкум. оправдание. Ва алейкум салам. Мне нужно оправдание. То есть для этого годится. Христианское вот это Евангелие, оно различает добро и зло. Если ты говоришь, что я не могу жить, различая добро и зло. Да мы все живем, различая добро и зло. То есть мы все тут живем по этому самому христианскому философскому понятию. То есть вот это. И второе, фундаментальное, что ты аль-Курашио или Кураши, неправильно сказал. Ты сравниваешь типа прямой речь Аллаха, то есть Коран считается речью Аллаха с Евангелием, который не является речью Аллаха. То есть в погоне за, чтобы придать себе такую значимость, мусульмане сделали эту заяву, что Коран является прямой речью Аллаха, Бога, поэтому у них с них и спрос такой. Поэтому у них вот эта проблема доказывать тем, что почему там в третьем лице, почему там какие-то непонятные за кадром голос говорит, то много людей говорит, то один, то вообще не Аллах, то об Аллахе говорит, то это. То есть, несмотря на это, у них заява такая есть, это прямое. А здесь Евангелие, это просто какие-то люди написали, что они слышали о житии Иисуса. То есть у них мы не можем с них спрашивать одинаково, как из Корана. То есть говорить этим людям, почему у вас в Евангелии вот то-то, то-то. Ну, он мог ошибиться, он же не говорит, что это Бог написал. А вот с этих вот спрашивать, то сразу же облом. Как это так? У вас что, Бог ошибся, что ты же говоришь, что это слово Аллах? Это Тесла. Вот смотри, с нас, да, я имею в виду, когда говорю с нас, с мусульман. Да-да. Вот нам же приводят хадис, да, говорят, вот у вас хадис так и так. Вот смотри, вот есть стихи из Библии от слова Иисуса, например, насчет той же субботы, которую они отменили и перешли на воскресенье. Хотя там есть ясный приказ соблюдать субботу. Вот ты говоришь о житие, да? Но вот здесь будем брать вот этот стих пример. Есть ясный приказ не уклоняться ни в сторону, ни налево, сказал Иисус, и соблюдать субботу, как велено. Давай Но они ставили теперь, вопрос тебе. Как Иисус говорит, соблюдайте субботу, не соблюдайте, в общем, а кто не будет соблюдать, попадет в ад по христианскому Евангелию, да?
Не слышу. Кураши, ты на связи? Видимо, связь у него, проблема с микрофоном или со связью. У него проблемы с концепцией. То есть он не может от этого уйти. В христианстве какую-то там вот найдешь, что это соблюдайте, то не соблюдайте. Там никого за это в рай, в ад, короче, Аллах не собирается, короче, или их не там, не знаю, Иисус не собирается никого жечь в аду за то, что он там субботу не соблюдал. То есть у них концептуально есть добро и зло. У них духовное, у них, если ты уверовал во Христа, то все уже, как бы, с тебя никто ничего не спросит, даже там, если ты там чуть-чуть согрешил, не согрешил. Нет, В не исламе вопрос есть... о наказании, не об этом. Они знают, что такое добро и зло, и приносят в мир вот такое понятие. Мир несовершенен, понятное дело, что ты не можешь 100% добро принести. Но ты будешь стремиться к этому, и мир будет улучшаться. И поэтому Европа с христианскими вот этими ценностями развивается. А вот Восток, он там в 7 веке. Потому что у них концептуально в Коране не различается добро и зло. Да, я тоже заметил. Концептуально не различается. То есть, как вы говорили, что вот, мол, практично, практичные акции. Концептуально это пособие для преступников. Пособие для преступников нельзя сравнивать практичное житье и Божь. Практичное житье кого? Банды насильников и убийц? Причем здесь Ну, вообще тех тогда людей, это понятие? которые захватывают земли, для империи это Да, пособие. преступничество. Вот преступничество, ямаят правил, что они шейн, короче, эту был гундеш короче. То есть их жен нам можно, их имущество нам можно больше. Просто вот, преступные эти оправдания преступной наклонности, чем занимается Коран, своих этих проверженцев, не является какой-то концептуальной там добро и зло, и умши связанной. Я не могу сравнивать это с христианским понятием добра и зла. Я извиняюсь, что я вылетел, да, я здесь чуть Телеграм, да, мне слабо работает. Насчет чего хотел сказать. Вот смотри, есть, да, вот ты говоришь, что может быть я, да, ну, есть же еще то, что с передачи апостолу заповедовал Иисус. Ты опять И тоже... в детали, подожди, ты опять в детали лезешь. Не играет, значит, кто там что там сделал. Это христианской моей там Библии, там можно кучу ошибок найти, но христианов за это гладкие взятки. У них это не прямая речь ихнего Иисуса, чтобы она безупречная. А тут ребята заявляют, что это прямая речь Аллаха, она должна быть безупречная. Раз. Это, и второе, вообще концептуально самый недостаток. Почему, вот я тебе вопрос, почему в Коране, исламе нету развлечения добра и зла? То есть то простейшие понятия, которые ты даже знаешь, он 5-летний ребенок уже, родители, если его научили, уже знает, что такое добро и зло. Почему там этого нету? Подожди, можешь еще раз корректнее задать вопрос насчет добра и зла в исламе? Задаю тебе. Ты вообще знаешь, что такое добро и зло? Вот эти понятия у тебя есть, моральное добро и зло. Ну да, я думаю, это будет как-то... Что это такое добро и зло? Давай. А то, чтобы ты не мог отвертеться, скажем так, в кавычках от этого. Что такое добро и зло? Ну, это, знаешь, это такие сложные вопросы, которые вот добро можно ответить по-разному, да, и зло можно. Сложные вопросы. Это 5-летний. Ты только что сказали, что это 5-летний ребенок может различить добро и зло. Для мусульманина, думаю, для мусульманина добро и зло, это, думаю, то, что богоугодно и не богоугодно Богу. Я думаю так. Видишь, у тебя есть специальный мусульманский добро и зло, в кавычках, потому что на самом деле не добро и зло, конечно. У тебя есть специальный мусульманский кодекс преступника, в котором никакого добра и зла нет. Но у вас тут свои эти сектантские понятия есть. То есть, если нашего обидели, это плохо, а если наш обидел христианина, это нормально. То есть у вас просто свои чужие. Понятие свой-чужой не есть добро и зло. Оно к этому отношения не имеет.
Добро и зло Тесла, понятия на самом деле объективны. ты хорошую вещь сказал насчет Библии, насчет того, что ты говоришь, да, вот у нас там прямая речь Аллаха, то есть слово Аллаха, да, у них там разрешается более-менее, это не сильно Оставь, вот проблема, да? Но вот оставь, смотри, это просто, скажем так, вторая непонятка, короче, в этой идее. я бы Есть частично наиболее согласился бы, важное, но что у тебя аморальные, не имеющие понятия добра и зла. Представь, человек совершает хорошее, спасает там при пожаре ребенка, короче, дает деньги, короче, этому бедному, с какого-то дела. Все это ни хрена ничего в исламе не значит. То есть, понимаешь, Всевышний Аллах же говорит, Тесла, что за Всевышний Аллах говорит, сумасшедшая религия? Вообще, это как бы кодекс, не кодекс, а правила этой банды, короче. Банды преступников, насильников и убийц. То есть вот им дал им вот ваши правила, вот нормальные законные понятия. нет, Сейчас вот насчет твоей темы, да, помогать там во время пожара или что, это Всевышний Аллах там, это, как тебе сказать, это сделал богоугодным делом. У него главное, Аллах, вот есть аят, да, из Корана, Всевышний Аллах, да, не запрещает вам быть добрым и справедливым к тем, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину Аллах любит справедливых. давай, Курейш, я тебе немножко тогда испорчу твой этот аргумент. Короче. Во-первых, сажайтесь с теми, не с теми, это ни при чем. Если человек не придерживается ислама, он кефир, он на всей земле должен наступить. Короче. Вот так ислам распространился. Вот по твоим понятиям, не сражайтесь с теми, кто не сражается с вами, ислам так и остался бы в одной деревне где-то на задворках Саудовской Аравии. Это раз. Но не так. Подожди, речь не об этом. Дело в том, что если вот этот человек с тобой не сражается, вот этот язычник, вообще ничего тебе не делает, он по исламу идет все равно в ад. Догоняешь проблему? Проблему. Вот видишь, то есть человек добрый, который... Подожди. Добрый вот этот кефир, который всю жизнь людям помогал, все свое отдавал, может, пожертвовал своей жизнью кого-то спасти, он по исламу идет в ад. Догоняешь? Потому что он не в нашей банде. Там нету в исламе у вас понятия добра и зла, поэтому вы опасны. Твоего аморального нету. Аморальные люди, понимаешь? Тесла, смотри, это предел, да, была бы корректно к христианам больше. Знаешь почему? Потому что у них... Не была. Попрошу не перебивать, да, Тесла? Один момент, я недолго. Потому что у них религия именно вот только у них вот основа религии это любовь, основа религии. А в исламе основа религии для людей это поклонение. Но основной смысл жизни на этой планете, да, это испытание. Не любовь, а испытание. А у них это повысить любовь к Богу и к ближнему своему. Это предел будет более логичным к ним, к христианам. Теперь насчет ада. Это будет к ним, я почему говорю корректно, потому что у них тоже это есть. Тот, кто не принял Иисуса, ему выносится анафема, он вечно будет в аду. Давай тогда, хорошо, у них тоже в аду. Вот у тебя вся твоя защитная вот эта система, она выстроена на христианстве. Если ты встречаешься с нехристианином, все, у тебя вся твоя эта концепция идет, летит в пропасть. То есть, знаешь, у вас негров вешают. Подожди, дай закончить. У вас негров вешают. У нас тоже негров. Вот у нас тоже плохая религия. Вот у вас плохая, и у нас плохая. Дай 5 свои, и вы стукнули по 5 и пошли, короче. Примерно по этому принципу у тебя. То есть ты признаешь, что ислам плохая религия, говоря, что у христиан тоже с этим проблемы. Понимаешь? То есть ты этот аргумент не должен был для тебя работать вообще от слова совсем. Если ты реально искренне веришь в ислам, ты должен был 24/7 и 100% аргументов посвятить именно, сказать, что ислам не такой. Вместо этого ты занят выискиванием таких же недостатков в других религиях, потому что чтобы вот этот спорящий над тобой не одержал бесповоротную 100% победу. Как только ты встретишься, не знаю, с атеистом каким-нибудь, агностиком, буддистом, он сразу тебя размажет. А вот христиане
вот ты найдешь, что у него в Библии там это написано. Побивайте камнями блудницу, найдешь ты там. Я не знаю, еще что-то ты найдешь там. Много чего есть. Я, кстати, Авраамическая Будда. Тесла, на удивление, я 50 частично с тобой согласен, потому что, смотри, я никогда не, ну, в основе я своем, да, я не разговариваю и не диспутирую, не то, что не дискуссию не веду, не диспутирую с атеистами, с этими деистами, агностиками и так далее, потому что у них более легкая позиция спорить. Они могут сказать, да, вот у вас там в аяте так, а я не могу сказать, вот у вас тоже в Писании так, понимаешь? Ты правильно сказал, частично с тобой согласен. Ну смотри, свой ответ исправлю, который ты не понял, да, чуть-чуть, Тесла, насчет одного момента. Я же тебе сказал, вот твоя предъява просто некорректна к мусульманам. Почему? Потому что у нас смысл жизни – это испытание. Это испытание как раз-таки всеми этими проблемами, вот этим адом, да, вот это, всеми этими моментами испытать человека. Хорошо, ты сделал утверждение, что... Не смысл, я извиняюсь, оставь, я извиняюсь. Логика жизни. Подожди. Испытание подразумевает в данном случае испытание твоих моральных стандартов. То есть будешь ты сволочью, злом, или будешь ты хорошим человеком, добром. Вот это подразумевается под испытанием твоих моральных. Что за испытание, какое-то особое испытание у тебя? А ну раскрой нам, какое испытание вот этот ислам предлагает. Как я понял, морального испытания он не предлагает. То есть добро и зло нету. Будешь ты хорошим или плохим, это не важно. Какое испытание там идется? О каком испытании человека идется там речь? Постараюсь, а то смотри. Вот пришел Коран, да? Пришел Коран. И есть некоторые, вот, например, вот есть Бхармат, есть Аллах, есть ты, да, например, которые говорят, Коран, например, не истинная книга. Но мы люди, перед которыми есть выбор, да, вот. Либо мы уверуем в Коран и в то, что написано, либо мы поверим Бхармату, например, или Аллаху, там, да, или Борису, кому-то, да, и последуем за ним. И в этом Всевышний, да, Бог нам дает выбор, свободу воли, за кем мы последуем. Вот. И смотри, если мы последуем за Бхарматом, то тут явно, да, то есть мы уже уходим из ислама, это вечный огонь. Если последуем за исламом, то это... Подожди, конечно, дай задать вопрос. Тесла, докончу, пожалуйста. Я недолго веду. Я постараюсь. Испытание – это следовать за кем-то, да? Нет, я закончу, я объясню до конца. Ну смотри, после того, как ты принимаешь истинную религию, ислам, да, например, ты сейчас можешь сказать, что это не истина, я просто говорю пример. Всевышний говорит, испытания на этом не заканчиваются, потому что в аяте Всевышний Аллах говорит, неужели вы думали, что после того, как вы сказали, что вы уверовали, мы прекратим вас испытывать, то есть продолжается испытание. Теперь, уже как будет испытываться, да? Дай разобрать этот вопрос, потому что ты уходишь, сделав какое-то утверждение. Что это за испытание? Испытание поверить в книжку, эту Коран, да? Поверить и последовать, да, поверить и последовать. Хорошо. Вот есть такая книжка, Коран, то есть неважно, что там написано, это как бы не играет значения. Вот последуешь за этой книжкой, ты прошел испытание, не следуешь за этой книжкой, не прошел испытание. Так? Не, смотри, я бы не сказал бы за книжкой. Что за испытание? Книга, это знаешь как? Книга, это, вот Коран, ты знаешь, это слово Аллаха, да? Это как бы тебе сказать, это как знамение получается, да? Как бы тебе сказать, как доказательство истинности ислама. Последование, то есть за пророком, то есть последование вот. Подожди, ты говоришь, про людей испытывает Аллах, что есть какое-то испытание. В христианстве это испытание добра и зла. В каких-то, наверное, в буддизме это испытание на добро и зло. То есть зло идет в ад, хороший идет в рай. Вот такая у них там развлечение. Там испытывают моральные качества человека. Будешь ты сволочью, пройдешь мимо упавшего и больного или поможешь ему. То есть будешь хорошим. То есть там твои моральные качества испытывают. Что испытывают в исламе, я от тебя никак не могу узнать. Вот что
что в книжку поверил. А до этой книжки, как их людей воспитывают? Понял, догнал, Тесла. Постарайся. Вот смотри, ты поверил в эту книгу, в знамение, которое тебе дал Бог, Аллах, да? Но ты должен еще за этим исследовать. То есть смотри, за определенные законы, за которые ты не будешь следовать, Всевышний тебя будет там наказывать, да? То есть будет определенное тебе наказание. Если этот грех был обращен к человеку какому-то, да, например, это ты навредил какому-то человеку, Всевышний, вот, например, ты специально не отдаешь деньги человеку за его работу, да, который совершил. Всевышний Аллах тебя не прощает, пока ты не отдал долг этому человеку. Но грехи, которые обращены к Всевышнему, то есть по отношению к Всевышнему, он может простить тебе. Согласен, ты толкуешь сейчас ислам совершенно превратно. Если я не отдаю деньги неверующему кафиру, то мне ничего не будет, как мусульманину, от Аллаха. Согласен? Кто тебе это сказал? Откуда я сказал? Что вот кафир, понимаешь, он не любит ислам, я ему, то хорошо, если ты утверждаешь, что если я не верну деньги кефиру, то есть неверующему, то Аллах меня накажет, так? Смотри, насчет этого момента, если был заключен договор, если был, я объясню, если был заключен договор, насколько я знаю, я скажу, потому что я не являюсь вот этим, как сильно знающим человеком, если был заключен договор, да, хоть это будет кафир, хоть нет, то ты должен этот договор выполнить. Хорошо, зафиксировали. То есть Аллах докажет мне за то, что я нарушил свой договор, заключенный с кефиром. То есть мы оба, я добропорядочный мусульманин, но обманувший кефира, и мы вместе умираем. Так, куда нас Аллах распределяет? Ты кафир, да, если умер кафиром? Определенно, да. Мы можем говорить по внешним, да, по внешним. Не наказывает, а наказывает кефира. Так, согласен? Нет. Почему не наказывает? Наказывайте. Вот смотри. Что, идет, что ли, обиженный мусульманин? Всевышний Аллах, я же тебе сказал. Если был заключен договор... Я тебе сказал, что он идет в ад по-любому. Поэтому Аллах наказывает только кефиром, не наказывает он мусульман. Тесла, ты не говоришь на доводу. Аль-Курасани, можно мне сказать? Я всегда думал, лучше же быть мусульманином и верить Аллаха, и намаз делать, это все делать, чем быть атеистом или язычником, в конце умереть, и на самом деле оказалось истина это ислам, и ты в аду. С этим согласен. Хорошо. Аргумент вот этого как Декарта. Декарт имел в виду христианство, кстати, а не ислам, когда этот аргумент придумал, что Богу можно верить на всякий случай. То есть и приводил такие аргументы этому. Сейчас я покажу вам, как Декарт проштрафился. Подожди. Не спрашивай меня, кто я, давай слушай, что я говорю. Декарт говорил, что если человек, не верит в Бога, то есть он не говорил про ислам, а не верит в Бога, то он себя подставляет. Потому что если он верит и умирает, если он действительно есть, то он не будет наказан или спрошен. А если Бога нет и умрет, то так и так. То есть, что вот этот неверующий человек, он себе, одной опции лишает. То есть он говорил про христианского такого Бога, который добро и зло различает. Про ислам он ничего не говорил. Теперь у тебя твой аргумент, который очень любят наши ваххабисты, этот декартовский аргумент использовать, но он к ним не подходит. Ты утверждаешь, что вдруг Аллах там будет, а вдруг, зато ты выкинул возможность, а вдруг там будет не Аллах, а Будда, скажем, или Зевс, или еще кто-то, который очень не любит мусульман, и за то, что ты был мусульманином, он тебя накажет. Куда ты делал эту часть? Где сказано в буддизме, что... Тебе никто ничего не говорил. Аргументы говорил другой человек. Дай ему ответить.
Ну, я могу за него У тебя ответить, если есть он... гарантия за то, что ты мусульманин, за то, что ты преступной, людоедской, человеконенавистной религии придерживался, тебя не накажет Бог. Какой-то другой Бог, не тот, как Смотри, Аллах. дело в том, что вот сегодня я разговаривал с иудеем, да, с ярым иудеем, и он мне сказал такую интересную вещь. Мусульманин, ну, да, чем другому, да, чем христианину или любому другому человеку ближе всего и легче всего попасть в рай после евреев. Почему? Потому что ислам, да, по мнению иудеев, тоже религия единобожия. Насколько мы знаем, у Подожди, ты иудаизма... приводишь мне в качестве каких-то, не знаю, аргументаций иудея, у которого по религии, у верующего, исполняющего все обряды иудея, в аду будет 2000, в раю, вернее, будет 2800 рабов из таких, как ты, там, я, из других, мусульман или христиан. То есть ты разговариваешь, и серьезно вы сидите оба, не знаю, какой-нибудь инопланетянин высокой этой цивилизации пришел, посмотрел бы, он решил бы, что вы оба животные, не достигшие даже уровня, я не знаю, ну чуть-чуть лучше обезьян, наверное, он подумал бы, но и то, посомневался. Вы вдвоем, человек, у которого мало знаний, он разговаривает на оскорблениях. Это не оскорбление. Вот иудейская религия тебя вот оскорбляет вот так. Она говорит, что гои будут у каждого верующего иудея будет 2800 рабов в раю. 2000 обслуживают. Это будут многобожники. Это объясняется. Это будут многобожники. Это будут многобожники. Да, а у тебя будут они все там в аду, Ну да, смотри, что Тесла. Дело в том, что цель каждого иудея, да, то есть, ну, в основе это евреев, это донести единобожие. А до мусульман она уже доведена, даже с точки зрения иудеев. Теперь цель христиан довести любовь. Теперь, учитывая, смотри. Нет. Цель иудеев попасть в этот самый рай, где ты будешь одним из 2800. Смотри, Тесла, давай говорить на доводах. Цель ислама и цель иудаизма и попасть в рай. Кстати, цель христианства. Ты смотри, я отвечаю на аргумент, да, твой, почему вот РС-6 тебе сказал, что вот якобы вот если ты принимаешь ислам, да, ты ничем не рискуешь. Я тебе объясняю, да, вот он правильно сказал. Вот смотри, в буддизме существует очень сильная свобода воли, религия, вот это вероисповедание. То есть это как ни в какой-либо другой религии в буддизме, да, там главное любить людей. Я привожу примеры про буддизм и христианство как некие вот примеры, неважно, может любую другую из 2500. Я понял, я тебе в общем объясню. Ты не понял одну простую вещь, что он на стол положил опцию, а вдруг там будет Аллах. А опцию, а вдруг тебя накажут за то, что ты был мусульманин, вдруг там будет Будда или какой-то условный X-бог, вот это он убрал, потому что она его не устраивает. Да, что он тебя накажет, это маловероятно, чем тебя накажет, чем тот факт, что тебя накажет Аллах. Почему? Потому что Будде для буддизма... Как раз таки наоборот. Шансов, что тебя накажет Аллах, у которого земля на спине кита, вообще нулевые. Минус, идет. Просто минус. Насчет кита. Это же недостоверный хадис. Это не хадис, это Коран. В Коране это написано. Где в Коране говорится? Сура Нун. И толкование от Касира, от всех 17 этих толкователей, по которым Коран вообще-то толкует. Не ты толкуешь Коран, не ты решаешь, что такое ислам. По их словам, это рыба, на спине которой находится земля. То есть шансов, что какой-то вот именно это утверждающий Бог будет там, гораздо, вообще 0 минус куда-то, чем там окажется какой-то действительно неизвестный нам, непонятный Бог. Какой аят, я знаю. То есть за ислам накажут. То есть шансов, что тебя накажут за ислам, несравнимо больше, чем что тебя без ислама. Какой это аят? Какой это аят?
в Google запиши, короче, письменная трость. Нун. И потом толкование, наверное, найди. Потому что из самого аята непонятно, что это такое. Нет, ты можешь мне вот цифру назвать, какой аят, какая вот... Я могу нагуглить и назвать тебе. Но это Э, абсолютно не играет никакого значения. Здесь эту тему раз 50 прожевывали, и все показывали, и всех этих толкователей показывали, и Кассира, и Шмасира, и всех, которые именно говорили о рыбе, на господине, который находится... Тесла, можно я ему отвечу? Там Нун сура называется. И когда Какой аят? спрашивали, что это значит, а? Аят, Сура аят, Нун аят. напиши. Нет, а про аят мы даже не говорим, мы про слово говорим, про название суры Нун. И есть Все. толкование, что означает вот это название, вот это слово Нун. Что это как, помнишь, задавались вопросами, что такое алиф лам мим. И такой же вопрос задавался, что такое Нун. И насколько я помню, двоюродный брат пророка, то ли Аббас, я не помню, как его точно звали, он сказал, тут имеется в виду кит, что земля на спине кита. Вот если ты загуглишь просто кит в Коране, то тебе сразу все нужные тебе вот эти появятся. Возможно, там где-то будет говориться, что недостоверно, или где-то будет говориться, что там Ибн Аббас или кто там это толковал, что он там просто от себя чину нес, хотя вроде уважаемый человек был. Коронавед был он или нет, я не помню. Но тебе про это говорят, про этого кита. Там не один этот Аббас, Анас, Абу Анас, короче, это передает, который считается лучшим толкователем этого. Что дело даже не в хадисах, там целый сон всех вот этих ученых, у всех это рыба, и у всех она на спине. Речь не об этом, да, нужно на какие-то детали, потому что их можно найти, косяков найти можно у кого угодно. Речь концептуальна. Вот тебе вопрос Аль-Курашу. Ты вот, когда ты живешь, сейчас ты существуешь с понятиями добра и зла. То есть ты живешь по понятиям добра и зла. Если ты, конечно, не какой-нибудь Чикатило, который ночью выходит и детей убивает, то ты живешь по понятиям добра и зла. Сосед вышел, тебе открыл дверь, там кто-то, пошел ты в больницу, тебе врач там подлечил, выключи микрофон, подлечил тебя врач там, короче, ты ему спасибо сказал, короче, тебя, короче, зашел ты в банк, с тобой справедливо хочешь, чтобы твой обходились, по справедливости, по развлечению добра и зла. То есть все эти тысячи невидимых нитей привязывают тебя к этой концепции. Ты по ней живешь. Теперь скажи мне, ответь мне. То есть это важнейшая вещь, которая в нашем, чтобы существовать в социуме и не быть мгновенно уничтоженным, чтобы сразу не превратиться в Чикатило, мы все сообщество по этому живет. То есть это важнейшая концепция. И теперь шокирующее известие тебе. Почему в Коране нету концепции добра и зла? Это что за дикость? Смотри, вот определенные понятия добра и зла Всевышний Аллах уже возложил человеку к его рождению. Но вот грань этого добра и зла, да, и полное определение этого Всевышний Аллах описывает в Коране. То есть где грань, то есть можно убивать, нельзя убивать, кого можно убивать, кого нельзя. Вот забирать деньги у человека, да, несправедливо, можно, нельзя, и вот это все грани. Можно забирать. Свой-чужой есть, понимаешь, понятие? Свой-чужой понятие, чужой идет в ад, свой идет в рай. И если ты свой забрал у чужого деньги, он все равно идет в жертву, идет в ад все равно, понимаешь? То есть нету этих понятий. Не пытайся их этим... Ват понятно, насчет кефира ват понятно, просто насчет денег непонятно.
Все. То есть речь идет не о каких-то моральных качествах, хорошо, плохо, добро. То есть не приводи эти вещи в качестве аргументации, то есть обманул это. Эти понятия вот из этих кафирских вот этих вещах, которые говорил, они оттуда. То есть я обидел кого-то, я кого-то не вернул деньги. Это все их понятия, потому что у них там за это в ад не идут. А у тебя вот за это все равно в ад идет. Жертва идет в ад. Жертву изнасилования. Представь, какой-то человек, мусульманин, изнасиловал, ну, допустим, не знаю, 15-летнюю кефирку. То есть с 8 лет уже она считается кефиркой настоящей. Почему ты кефирка говоришь? Пусть, да плевать мне. Тесла, это ерунда, главное, чтобы долг вернул. Да. Нет, долг вернуть, причем он все равно в ад идет. То есть кефир, если вернет... Как вы хотите? Как вы хотите? Смотри, что. Есть человек, который 5 раз в день поклоняется, есть человек, который говорит кефирка, Аллаху говорит, он педофил, стафру, и другие там слова. Как вы говорите, чтобы оба эти человека попали в рай, были на одном уровне в раю, да? Подожди. У тебя вот сначала были люди, которые говорили кефирка и педофил, и потом внезапно появился ислам. Или все-таки была сначала причина ислам, и потом эти исламофобы? Не, я вам говорю про другой Тесла. Ты говоришь про несправедливость, да? Нет, я тебе говорю, ты причину поставил с последствием, а последствия поставил вместо причины. То есть телегу поставил. Сначала был ислам, который напал на всех, короче, и устроил вот этот ад на земле. 80 миллионов этих индусов. Я понял. Тесла, а потом уже пошла ответка с их стороны. То есть ты не можешь это задним числом говорить. Я понял. Но ты задаешь вопрос изначально вот с точки зрения мусульман. Если ислам на самом деле это истинная книга, да, если это истинная религия, да, то почему такая несправедливость, ты говоришь? Если ислам это истинная... С точки зрения ислама задаю. Давай я тебе объясню простейшую концепцию. Вот представь, на этой земле ничего нету, то есть есть 2 человека только. Больше никого нету, неизвестно ни про что, ни про ислам, ни про Бога, вообще ничего не известно им. Но у них есть такой базовый, короче, разум у них есть, короче. И вот я тебе со всей силой тебе, например, на ногу тебя наступлю, ты скажешь ай, и тебе больно будет. И мы вдвоем, без всякого Бога, без всякого Библии, без всякого, выясним, что наступать кому-то на ногу очень плохо, это больно, потом нога болит, и еще мы охотиться после этого, не проблема будет, короче, ты не сможешь догонять дичь там или что-то. То есть мы с тобой выяснили понятие, подожди, мы с тобой простейшим способом выяснили понятие добро и зло, то есть базовое. То есть вот эти понятия, они от твоего Аллаха, от кого-то не зависят. То есть это наши понятия, в нашем мире они понятия. Вот Гитлер есть, да, Адольф Гитлер. Кем он был? Он же был атеистом, да? Он был атеистом. Он, кстати, христианский налог ввел, который до сих пор есть. То есть ты должен 10% этому Папе Римскому. И еще у него много всяких трудов, наши христианские ценности. Так он и имаму тоже поддерживал. Ему было главное, чтобы вот эти, как тебе сказать, с его точки зрения религиозные фанатики, они... Я твой аргумент примерно знаю, он уже до того избитый. То есть Гитлер Вторую мировую войну устроил не потому, что он был, короче, атеистом или каратистом или еще кто-то. Там были политические причины войны между этими странами. То есть это не война за религию или против религии, или над религией, или еще какой-то там. Вообще религия ни при чем. Это как ты у меня украл $100, я за тобой погнался, а потом кто-то говорит, посмотри, вот этот укравший $100, он атеист, короче, вот он все это затеял. Нет, он из-за того, что $100 украл, это все случилось, а не из-за того, что там у него какие-то убеждения. Это вообще ни при чем. Так какая предъява в общем к исламу? Смотри, что какая предъява к исламу? Предъява к исламу я тебе только что озвучил раз 5. Давай еще раз повторю. Я понял, смотри, давай, я понял. Люди, которые не совершают плохих поступков,
идут в ад. Почему он не различает добро и зло? Чтобы мир стал лучше, чтобы у нас больше добра было, чтобы больше людям помогать, чтобы людям легче жилось, в том числе и тебе, нужно, чтобы у нас добро увеличивалось. Для этого у нас должна быть сверху спущенная концепция. Распространяйте добро, помогайте людям, вам за это будет хорошо. А у тебя наоборот, я могу не ответить помогай подробно, людям, открыто. не помогай людям. Человек человеку, если он 5 раз не поклоняется, он сволочь, он враг Аллаха, вообще убей его, короче. Это вообще никто, короче. Изнасиловал ты кефирку 15-летнюю, она идет в ад все равно. То жертва изнасилования идет, если она помрет, идет в ад. Вот это дичайшая, сумасшедшая концепция. Там нету добра и зла. Ты не гоняешь это? Я могу тебе ответить подробно и открыто, если ты не будешь меня перебивать, хорошо? Ну, потом, после того, как я закончу, да, ты можешь исправить мои ошибки или с чем ты не согласен. Первый. Курасани, я хотел узнать, ты вообще... Курашию. Кураши, извини, ты веришь в Аллаха или как? Ты мусульманин? Кто-то его спалил там дома. Но, видимо, мусульманин, мне кажется, потому что он спорит с христианами, защищая ислам. Но, Да, наверное, он с будет другими учиться, он спорить не сам скажет. способен. Он Потому только что спорит? сразу же, да, у него способ спора, это у вас тоже недостатки есть. Вот все. Поэтому, когда он натыкается на того без недостатков, то весь спор у него... Тесла, вы ушли в какие-то подробности, да, все на поверхности, как по мне, что он, обвиняя христианство, стреляет себе в ногу, потому что его аргументы либо так же, либо сильнее имеют давление на ислам, чем на христианство, потому что такое вообще христианство и Библия в целом, особенно, как ты сказал, Новый Завет. Буквально какие-то люди собрали эту историю. Она не претендует на истинные слова Бога, а на то, что там Сын Божий пришел, там Автор, делал. ты про христианство, да, брат? Да, я говорю про христианство. Если, например, Аль-Курайшиу критикует христианство от лица мусульман, то он также стреляет себе в ногу, потому что ему легче быть атеистом, если он опровергает христианство, чем быть мусульманином, потому что когда ты мусульманин, ты как будто не можешь ни с кем нормально спорить с другими верованиями, имеется в виду. Почему? Вот. Я бы даже поправил тебя, автор. Само применение аргументов, сам дурак или не знаю, у вас Сейчас я, друзья, аргументов, намаз это сделаю, уже... приду. Да. Это уже Насчет... проигрыш. Потому что, вот представь, вот мы привели человека в суд, который совершил преступление. Вот, преступная идеология, на базе которой он совершил преступление. Мы ему говорим, короче, почему у тебя преступная идеология, почему ты совершил преступление. А он в качестве оправдания, то есть аргумента, тут же выскакивает, приводит другого преступника с другой идеологией, говорит, но ведь он-то тоже совершил преступление, его-то идеология тоже нехорошая. Понимаешь? Примерно по такому же принципу это идет. Он вообще не говори за должен меня. отвечать только за свое. Христиане, почему христиане? Потому что они не соблюдают, как я говорил, да, вот свою вот религию, да, они забыли свои, не то что У заповеди, тебя забыли. какие-то шумы, как будто ты что-то там делаешь. Прости, пока шумы не уйдут, я не смогу тебя включить. Сейчас нормально, да? Надеюсь. Сейчас нормально. Да, что я хотел? Давайте я вам лучше отвечу на вопрос, да, насчет почему человек, который творит добро на этой земле, почему он не попадет в рай? Почему он попадет в ад? Вот, да, в ад почему попадет.
Всевышний Аллах, да, он справедлив, да, он справедлив. И смотри, даже Стоп, тот человек... стоп. Тайм-аут. Давай разберем справедлив. Да, Что ты понимаешь под понятием справедлив? Потому что у нас есть понятие, короче, подожди. несправедливо. Да, справедливость это воздаяние по заслугам То за его Хорошо. определенные... То есть у Аллаха есть какое-то свое понятие справедливость. Почему это называют справедливостью? Нас же запутывает это. Что-то другое это, да? Нет, воздаяние, справедливое воздаяние по заслугам за определенные их заслуги людей. Но не справедливость здесь ни при чем. Так, справедливость убрали слово, хорошо. Нет, воздаяние, смотри, воздаяние может быть и в плохом, и в хорошем. Смотри, воздаяние плохим и воздаяние хорошим может быть. Смотри, здесь уже два понятия. Нет, ты не понимаешь. Вот терминология очень важна. Вот я тебя посадил на корабль и пошел, ты к острову какому-то поехал. Там какие-то туземцы, у них там какие-то свои понятия. Ты им зашел, говоришь, я хочу, вот ты поступил несправедливо, ты говоришь. Они должны понять, что ты под этим словом подразумеваешь. Если у тебя справедливость, это значит, что изнасилованная 15-летняя кефирка идет в ад, то они тебя не поймут. Ты о чем-то другом говоришь, они скажут. У нас тут понятие справедливости, это если я у тебя отнял деньги, например, это несправедливо. Если я, короче, разделил хлеб, короче, пополам, это справедливо. У них эти понятия есть, короче. Понял. Некоторые понимания справедливости нам Всевышний Аллах объяснил, вот, в Коране, смотри. Нет, Например, за какой... в Коране справедливость не объясняется, в Коране просто вот это слово, которое люди, оно как бы крадется и выдается на что-то другое. Поэтому давай вернем назад. Я Давай объясню, что я имел в виду. вернем владельцам обратно назад понятие справедливость. Расскажи, что-то другое там, да, подразумевает. Мы не знаем, что, но у тебя оно что-то есть. Давай расскажи про это что-то. Назовем это Смотри, я X объясню. понятие. Вот человек совершает многобожие, да, и вот по исламу мы понимаем, что вот этот вечный огонь, мы не можем с Аллахом поспорить, что это не является несправедливым. По Корану мы уже можем понять, что вот это конкретное наказание, вечный огонь за многобожие, это справедливо. Да, хорошо, подожди, давай опять, потому что мы не можем дальше двигаться, пока говоришь, вот я какой-то халиф, например, или король, или я император, и у меня есть какие-то подданные слуги, они мне поклоняются. Потом у меня по соседству есть какой-то другой император, короче. И я говорю этим подданным, не поклоняйтесь вот тому императору, а поклоняйтесь мне, я им говорю. Потому что это справедливо, что они мне поклоняются. А вот если они ему будут поклоняться, это несправедливо. Понятие справедливость, это имеет отношение вот к этому типу отношений. Зачем ты его туда суешь, вот я не понимаю. Нет, это еще хуже. Этот момент еще хуже, потому что это получается уже это уже получается высокомерием плюс еще добавление. Почему? Нет, ты не понял. Ты не понял. Не там применяешь понятие справедливость. Справедливость понятие не имеет отношения ни к этому халифу, ни к его подданным, ни к этому поклонению, ни к поклонению другого. Там его вообще нету, короче. Вытащи его и верни владельцам, короче, какой-то новый, что вот его, как это, зависть или как это называется, ревность, вот это у этого халифа ревность, если ему не поклоняется. Причем здесь справедливость? Справедливость это другое понятие. Вот ты говоришь, что Аллах ревнует. Да, согласен. Я просто не так тебя понял, видимо. Давай лучше вернемся к теме. Зачем мусульмане, подожди, знаешь, зачем мусульмане применяют в этом случае слово справедливость вместо слова ревность халифа или Бога? Потому что слово справедливость нам всем знакомо. Я же тебе говорил, что эти миллионы нитей тебя связывают в обществе, и она хорошая. То есть оно поэтому вот это хорошее прилепить к плохому Аллаху и сделать его как-то в глазах, что вот он справедливость. Справедливость здесь вообще ни при чем. Скажи ревность. Аллах ревнует, когда поклоняется другим. Все, точка. Смотри.
Я ж тебя просил, да, Тесла, вот не перебивать, вот изначально, вот, что я говорил насчет твоего вопроса, да, почему те люди, которые творят добро, они не попадут в ад, это несправедливо, да, с твоей точки зрения. Как? Ты просто взял и справедливости говоришь, потому что когда правильно все получается, то несправедливый, тот идет в рай, то справедливый, тот идет в рай. Это буддизм, короче. Но ты этот буддизм, Смотри, да. Есть справедливость определенный... Аллаху приписать, в котором этого нету. Аллах говорит, ревнует, кто ко мне не поклоняется, то есть там торговые отношения, сделка, то есть вы мне поклоняетесь, Тесла, я вам смотри. рай. Есть определенно, вот ты то, что ты говорил, да, ты чуть-чуть правильно тоже сказал некоторый момент. Вот есть та справедливость, которая нам знакома всем, да, на этой земле. Всевышний Аллах полностью его тоже не отрицает. Смотри, вот есть она, вот есть эта справедливость, которая знакома нам всем на этой земле. И есть еще та справедливость и те правила, которые нам Бог показал в Коране. То есть мы должны это соединить. Есть то, что противоречит Корану, убрать. То, что не противоречит, можно оставить. И в основе взять, конечно, то, что именно Бог нам поставил за определенную Другую группу справедливых и несправедливых. Аль-Кураж. Ты опять это слово справедливость пытаешься украсть, потому что слово ревность или поклоняйтесь только мне, это нехорошее, ты сам это чувствуешь. Поэтому заменяешь его на справедливость. Вот пытаешься украсть справедливость у справедливости. Короче. Почему? Здесь Бог говорит людям, говорит, вот Аллах говорит людям, вы мне поклоняетесь, я вам делаю за это хорошо. Вы мне не поклоняетесь, я вам за это сделаю плохо. То есть там идет вот это. Причем здесь справедливость, несправедливость. Это понятий там нет. Не. Ты говоришь сейчас за Бога, но ты изначально спрашивал за меня, за мусульман. Что для нас справедливо? Смотри сюда. Вот смотри, вот в Коране есть аят, да? Вот про то, что вот Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми к теми, которые не сражались с вами из-за религии, не изгоняли вас из ваших жилищ. Это справедливо, по-твоему? Да, вот, как тебе кажется? Вот не вредить тому человеку, который не вредил тебе. Это справедливо или нет? Можно я скажу? Это очень странно. Да. Ты не догоняешь, что в конечном итоге он идет в ад все равно. То есть навредил ты ему, не навредил ты ему. Концептуальная проблема в концепции. У тебя с Аллахом проблема, не с мусульманами. Мусульмане могут навредить, не навредить, это понятно. У тебя концептуально с Аллахом проблема. Аллах, получается, Бог зла. Он ревнивый, он хочет, чтобы ему поклонялись. Кто ему не поклоняется, это революционеры какие-то, которые вот восстали, не хотят поклоняться. Или люди, которые не понимают, что он есть. Это уже другая тема, Тесла, это уже другая тема. Ты ушел от темы. Я не ушел. Это все понятия, базовые понятия справедливости, которые ты зачем-то пытаешься в ислам интегрировать. Нету там понятия справедливости. Ни особенного справедливости, ни особенного. Вообще нету. Потому что 15-летняя изнасилованная кефирка, жертва изнасилования, умершая, идет в ад. Все, там печать, точка, там больше рассуждать о справедливости, несправедливости. Вообще не идет, короче, речи. Вообще. Смотри сюда. Сейчас, подожди. Я тебе сейчас покажу. Так, подожди. Сейчас, секунду. Давай, этот Тесла, если тебе интересно, можем вернуться к теме. Может быть, Вот передышку? в Коране упоминается такое слово, да, аль-мукситин, что означает справедливость. Записывающий Коран точно так же, как и ты, пытался украсть это хорошее слово, понятие, чтобы его свой злой культ прикрыть. Все. Подожди. Вот, кстати, какой-нибудь пахан на зоне, который, например, своим этим паханенкам говорит, а ну приведи такого-то там Васю из 6-й камеры,
сейчас мы его будем по справедливости судить. То есть, но это не значит, что вот этот пахан, он о какой-то справедливости там идет речь. Это просто использование вот этого слова, всем известного хорошего слова, чтобы свои злые дела прикрыть. Понимаешь, они же его не по справедливости будут судить. Понятное дело, короче. Давай вернемся к теме. Тесла, смотри. Насчет добра и зла, почему вот они не попадут в ад, и это и не является справедливым, да, с твоей точки зрения? Вот чуть-чуть моя мысль, Мнение 7 миллиардов человек, да. чуть-чуть моя... смотри, да, вспомнил. Вот смотри, вот есть неверующий человек, да, кафир, скажем так. И есть верующий человек, но при этом этот верующий человек, он совершал добро по отношению к мусульманам и по отношению к немусульманам. Был очень хорошим, добрым человеком, да. Всевышний Аллах, смотри, этот человек, и Всевышний Аллах, он же знает, что он заранее, что он попадет в ад, правильно же? То есть, как говорится в Коране, да? Он знает, что он попадет в ад, в вечный огонь. Всевышний Аллах, он настолько справедлив, что он может в этом мире, пока он не умер, воздать ему хороший, вот, например, дать ему много денег или дать ему такой очень большой срок, да, вот, чтобы он хорошо прожил эту жизнь, чтобы после этого он умер и уже, конечно же, там он будет, да, гореть вечно в огне. Я это Россия это я. То есть, с моей точки это справедливо. Знаешь почему? Потому что, смотри, с одной стороны, ему идет воздаяние за Тесла, я сейчас резко скажу, воздаяние за его многобожие, и с второй точки ему идет воздаяние хорошим за его хорошие поступки. Поэтому можем сказать, да, вот почему иногда вот атеисты хорошо живут, нежели лучше, чем мусульмане, да? Потому что Всевышний Аллах им дал такую возможность. Это временная возможность. Подожди. Я там какой-то атеист хорошо живет, короче, ему Аллах, короче, не знаю, деньги переводит там онлайн, что-то делает. Но есть куча атеистов, которые вот очень плохо жили, хотя и добро творили, тоже померли. Короче, как с их случаем тогда? Вот смотри, вот с их случаем тоже может быть, смотри, Всевышний Аллах это специально может допустить ради испытания нас. То есть, вот мы можем сказать, да, почему вот мы можем вот к этому придираться, к этому моменту. Вот почему атеисты все, вот если бы все хорошо жили бы, почему они все хорошо живут, давайте мы тоже станем там атеистами. Или наоборот, атеисты могут задуматься, вот может быть на самом деле то, что объясняется в исламе, это правда, то что вот Всевышний Бог, да, он нам специально дает вот хорошее положение временно, чтобы потом чтобы мы вечно горели в аду. А давай-ка мы все вместе примем ислам. То есть, и не будет, и Всевышний Аллах говорит, если бы в этом мире не осталось бы греха, этой жизни вообще не осталось бы. Всевышний Аллах так говорит. У вас Если бы- сейчас Подожди, активный ты диалог идет или Ты запутался и сам сейчас не понял, что сказал. Да, возможно, из-за плохого русского языка я не могу полностью донести, да, свои мысли, что я хочу сказать. Постараюсь, вот как бы вам это правильно сказать. Испытания, вот понятие, вот эти испытания здесь не Семья испытывает моральные качества. Тесла, семья Сауди А. будет гореть в аду, если они здесь хорошо живут? Но это непонятно, видишь, там везде есть, короче, насчет исключение правил. То есть Смотри, то, насчет атеистов. то за то, что ты был атеистом, Аллах тебе онлайн, короче, поправляет эти... Смотри, здесь два момента есть. Насчет атеиста вопрос могу ответить насчет два момента. Давай корректнее. Первый момент. Насчет конкретного момента. Мы не знаем почему этот человек конкретно хорошо живет. Может быть, он эти поступки, да, добрые дела, может быть, не искренние, да, это все мы не знаем. И Всевышний Аллах говорит, Всевышний Аллах, он же всезнающий, а мы не всезнающие, мы не знаем, что у них было в сердцах. И почему Всевышний Аллах дал им такое положение, а нам нет. А другим дал, а им нет. И второй момент,
Всевышний Аллах это специально мог сделать ради испытания нас, чтобы у нас не возникали вот такие мысли, да, вот якобы вот все атеисты хорошо живут. Давай Есть поменяем текст, потому что эта тема исчерпала из себя. Да, Давай вот Тесла бяхко была это я хочу его перевести на другой уровень, потому что этот уже там просто копать нечего. Смотри, Аль-Курейши, ты согласен с тем, что Аллах создал всех людей, все их души, все их намерения, все их Тесла, я дела? еще последний скажу, Тесла, извини, что перебил. Третий, это вот насчет воздаяния, да, добром к хорошему человеку в этой жизни, даже атеисту. Это тоже выбор Аллаха, да, то есть он может дать, может не дать, то есть он может это по-разному, не только деньгами, не только имуществом, по-разному Он может. вообще может ислам не рассматривать, да, может это испытание тоже. То есть всех, кто не поддался на эту людоедскую религию, Аллах в рай уведет, а все, кто обманулись и подумали, что Бог такой сволочь, и он может разрешать вот такую человека, то что вот и это может, все может быть. Мы не знаем намерения Аллаха. Давай лучше концептуально говорить. Короче, приведем к этому. Ты веришь, что вот всех людей создал Аллах? Всех. Так? Да. Когда он их создавал, то есть в момент их создавания, он знал, что они будут делать? Да, знал. То есть он, когда создает вот этого нового человека, душу его, скажем так, он знает, что вот этот человек попадет в ад, но тем не менее делает его. Да, конечно. Где здесь испытание? То есть он намеренно делает для ада объект. Человека для ада делает намеренно. Он же может там чуть-чуть налево, направо и сделать так, чтобы человек не пошел в ад. Смотри, он уже, как тебе это объяснить? Он же не мешает этому человеку, да, делать добро или быть мусульманином. Он лишь знает их судьбу. Не, подожди. Вот здесь у тебя ключевой момент. Самый, короче, смак здесь. Во-первых, вот этот человек, у него же какие-то мозги есть, какие-то понятия есть. Все эти мозги, понятия, в том числе аппарат, который отвечает за какие-то выборы, это все создал Аллах. Согласен? Ну да. Согласен, что Аллах создан, его выбор создан Аллахом тоже. Как он может его судить за то, что он сам же сделал? Нет, смотри, что Всевышний Аллах, да, создал человека, да, вот поставил ему вот эти вот мозги, это все вот разум такой, да, но дальнейший вот выбор, вот после того, как человек пустил на эту планету, дальнейшие вот определенные выборы за ним уже стоят, то есть выбирать добро, зло. Подожди, ты неправильно не понимаешь все еще. Вот это очень, кстати, характерное поведение людей, которые в момент, никогда создал, а в момент создания он знает, что сделает человек? Да, знает. То есть он не... А когда он создает его, он специально создает, зная, что у него таким будет. Догоняешь? Ну да. В чем не логика, пусть не понимаю. Специально создает людей для ада, зная, что они будут вот таким, он их таким делает, и они сами не появляются. То есть они не сами вот такими становятся. Ну смотри. Allah таким сделает. То есть какие здесь испытания, чего он там испытывает, причем здесь вообще вина этих людей, зачем их нужно вообще в ад посылать, он же их таким делает. Это смотри, это знаешь, как бы тебе вот объяснить-то, чтобы донести, да, вот. Опять-таки, да, я возвращаюсь опять-таки к тому же, это будет опять-таки возвращение к тому же моему ответу, да. Смотри, Всевышний Аллах. Другое дело, если бы он это, как бы тебе сказать-то, избирал бы их определенными вот такими, да,
но он им дает выбор. И лишь знает, что они таким будут. И зная, что этот человек будет так делать, зная, что сущность этого человека, он дает этому человеку прожить эту жизнь, прожить эту вот грешную жизнь, чтобы воздать воздаянием за его зло и добро. Понимаешь? Нет, не понимаю, но, допустим, я принимаю твой ответ, но из этого ответа вытекает следующий вопрос. Почему за Аллаха все его мотивы, действия объясняешь ты, а не сам Аллах? То есть ты как бы сидишь на его троне и рассказываешь нам, почему он вот так делает, какие у него мотивы, что. То есть вместо Аллаха у нас Аль-Курашу. А нам бы хотелось, чтобы нам это объяснял Аллах. Это же было бы правильно. Это объясняется. Нет, ты объясняешь ты сейчас. Ты человек. Ну ты просишь у Если меня. тебя сейчас убрать вот так, объяснять будет некому. Ты хочешь, чтобы прямо, короче, Всевышний Аллах спустился, сказал Аллах. тебе, да? А иначе как мы узнаем, что это Аллах? Опять какие-то люди будут говорить. Это нелогично. Знаешь Как почему? это? Это очень логично. Смотри. То есть ты-то не Аллах, ты не можешь его мысли знать. Согласен? И намерение. Что такое, когда говорят, что такое религия? Они говорят... Ты утверждаешь, что ты знаешь мысли, и намерения и мотивы Аллаха. Или не знаешь? Нет, то, что нам рассказал Аллах, да? Не, ты считаешь, что тебе Аллах не рассказывал. Ты сейчас показал знамение, показал знамением, скажем. Нет, тебе знамение он также не показал. То есть ты сейчас только что то, что ты мне говорил, разве Аллах тебе должен это что-то доказывать? Мы тебя сейчас с процентами возвращаем. Тебе точно так же, как мне Аллах не говорит. Смотри, ты задал вопрос, я тебе могу ответить. Ты задал вопрос, я могу Ты не можешь ответить за Аллах. Вот этому мы пришли, короче. Ты сейчас 2 часа разговаривал за Аллах. Всевышний Аллах дозволил. Ты 2 часа разговаривал за Аллаха, потому что как только тебе, не знаю, выключат микрофон, то есть сам Аллах за себя говорить не может. Получается так. Смотри сюда, да, я тебе объясню. Ты, если не будешь перебивать, Я объяснишь, я знаю, что, почему Аллах молчит, ты тоже объяснишь. То есть все время Аль-Курайши будет за Аллаха говорить. У Аллаха никаких шансов объяснить самому. Посредством нас, рабов Всевышнего. Ты избранный, который объясняет за Аллаха. Все понятно. При этом, кстати, утверждаешь, что Аллах непонятен, мы не знаем, что его намерение. То есть в одном месте ты знаешь его намерение, потом через 2-3 предложения ты не знаешь. Не. Мы не можем знать. Смотри, Тесла, ты говоришь на меня, это чуть смешно выглядит. Тесла, я объясню, смотри. Я за человека говорю. Я еще. Ты хочешь, смотри, ты хочешь от меня услышать ответ или перебивать и сам говорить за меня? Просто не понятно. Нет, я от тебя получил множество ответов. То есть я получил множество информации, короче. То есть со мной вместо Аллаха говорил Аль-Курайшу. Нет, посредством меня Всевышний Аллах доводил тебя истину, которую ты не принял, и это очень высокий риск, если теперь, что ты попадешь в ад. Ты будешь завтра умереть, и это, конечно... себя рукой Божьей, короче. Если не покаешься, да? Если не покаешься, определенно. Ну, это же явный куфр, да? Это Тесла. Я явный логик, короче, а ты голос Аллаха. Ладно, Тесла, смотри, я с тобой неплохо разговариваю. Я не говорю, что ты сильно плохой человек или еще что-то, да? Просто хоть ты оскорбляешь в некоторых моментах. Смотри, что Тесла, я тебе постараюсь ответить. Вот если бы Всевышний Аллах Бог, да, он спустился бы прямо с небес, показал бы себя. Подожди, не перебивай. Вот он спустился бы с небес, показал бы себя. Прям к тебе. Подожди. Я же прошу тебя подождать, да? Я доскажу свою мысль.
спустился с небес, пришел к тебе домой, вот, к твоему адресу, где ты живешь, я не знаю, может быть, в Чечне живешь или где, и показал бы себе, и прочитал бы тебе какой-нибудь, да, сказал бы тебе что-нибудь, это бы не было бы логичным, понимаешь? Потому что логически, вот смысл жизни – это испытание. Это испытание. Вот когда говорят, у людей спрашивают религию, они говорят, какая у тебя вера? То есть во что ты уверовал? Не то, что ты знаешь, а во что ты уверовал. А если бы Всевышний Аллах ясно показывал бы себя, то не было смысла этой жизни, потому что Всевышний Аллах говорит, если бы не было бы греха в этой Остановись, ты сейчас, земле, Аль-Куреш, остановись, ты сейчас на золотую жилу набрел. Вот как раз вот этот момент у нас тоже очень популярный был. Вот ты говоришь, что вот Аллах не может мне лично что-то сообщить. То есть конечно, гордость у него божественная или что-то там, в общем, может что-то быть. мешает ему. Ну смотри, он как знамение привел тебе Коран. Хорошо, давай перефразируем. Он не хочет мне это сообщить, так? Лично, персонально. Согласен? Он так решил, скажем. Да, Лучше да, что он решил, но он не решил не говорить мне лично, персонально. Согласен с этим утверждением? Ну да, это его воля, Хорошо, прекрасно. Если я умру и попаду там, не знаю, на страшный суд, он будет меня лично спрашивать, почему я это не сделал, вот так и так. Да, конечно. То Потому есть что спрашивать лично, спрашивать лично ему не западло, а вот говорит до того, как это случилось, ему западло. То что за странно. Я сейчас лично наговорил, я сказал, что он будет спрашивать, хотя я не знаю, будет он спрашивать, не будет, да? Ты у меня уже 2 часа за Аллаха, я уже все привык уже, так что... Да, чуть ошибся, конечно. Ты мог меня исправить, конечно, да? Ладно, смотри, значит, что я хотел сказать. Смотри, я просто что хочу донести. Если бы это все было бы здесь явно, и Всевышний Аллах говорит, если бы в этом мире не осталось бы греха, мир бы исчез, да? Непременно мир бы исчез. Теперь смотри, этот мир – это испытание, и уверуем мы или не уверуем, да? И если бы Всевышний Аллах явно себя показывал бы, да, явные такие знамения показывал бы, и все люди, не осталось бы ни атеистов, ни христиан, ни иудеев, все бы были бы мусульманами, то какой смысл жизни? То есть именно логический смысл жизни испытаний не было бы. Движуха, да, понял я, как движуха им нужна. Можно один хадис прочитать между спором. Я час-два уже жду, и я быстро. Давай, я вообще прекращаю спор. Я понял, что Курейшу как бы догнал. Надеюсь, ты понял истину. Может быть, ты ислам примешь, да? Смотри. Ты ислам не прими за зло. Столько бреда за один раз я никогда не слышал. Давайте вот интересный хадис послушайте, пожалуйста. Бухари 130. Не видно автора, не видно. Не видно? Не. Ты можешь еще раз заново, да? Так, потому что сейчас искать это все-таки это даже Бухари хадис не всегда выдают сразу. Видно было. Так, видно давай было. сейчас снова. Некоторые видят, некоторые не видят. Это в разном бывает. Вот теперь видно? Покажи. Пока что нет. Я видно, не вижу, да? Я тоже не вижу. Перезайди, автор. Ты можешь перезайти, это будет, думаю, видно, потому что так делали несколько раз. Теперь видно? Смотри. Сейчас нет, не видно. Нет. Не видно, как намеренный Аллах. Ладно, тогда вы, если что, перейдете, я тогда просто прочитаю. Я на isnad.link читаю, там все Давай. достоверно. Бухари 130 сообщается, что Саляма, да будет доволен ею Аллах, сказала: однажды Сулейм пришла к посланнику Аллаха и сказала: «О посланник Аллаха, поистине Аллах не стыдится говорить истину. Так скажи мне, следует ли женщине совершить полное омовение, если во сне она увидит, что совокупилась с мужчиной, и у нее случится полюция?» Пророк ответил: да, если после пробуждения она увидит свои выделения.
Услышав это, Саляма прикрыла свое лицо и спросила: «О посланник Аллаха, разве у женщин бывают полюции?» В ответ ей пророк сказал: «Что за вопрос? Конечно. А почему же еще сын становится похожим на мать?» Насчет этого хадиса есть похожий другой хадис, где говорится, на кого будет похож ребенок, в зависимости от того, быстрее закончит мужчина или женщина. И это немножко, как по мне, антинаучно. Что ты думаешь, Курайшиу, по поводу этого? М. Да, я этот хадис вот только что тоже параллельно с тобой прочитал. Это антинаучно, да? А наука что-то вот против этого доказывала, да? Нет, науке понятно, что на отца точно не будет похож сын исключительно из-за того, что он первым закончил свое дело. Понимаешь? Тут даже не Смотри, я... тут даже не наука, то есть тут даже современные технологии не нужны. Это можно просто протестировать на реальном опыте, на истории. Просто если мужчина, допустим, первым закончил, и жена забеременела, то получается, сын должен быть похож на мужчину, верно? А он не всегда похож на мужчину из-за того, что он первый закончил. Иначе все мужчины пытались бы первыми закончить, понимаешь? Это Чтобы интересный вопрос, я его сохраню. Ну, насчет этого, я вряд ли думаю, что это противоречит науке. И даже если вы приведете, если достоверно хадис, но это сахих, да, Бухари, то для меня это не будет противоречить науке. Для меня будет более вот правдой, что то, что описано в хадисе, нежели то, что говорят ученые. Ну вот, я уважаю, когда вот так люди, вот так мусульмане принимают то, что написано, и не пытаются просто придумывать новые какие-то объяснения. Если это написано в Сахих аль-Бухари, значит оно так и есть. Если просто так оно и есть, то тут уже нужно смотреть параллельно с наукой, потому что наука хоть и ошибается в своих теориях, но в каких-то физиологиях человека наука не так часто ошибается. К примеру, там наука говорит, если там, допустим, у тебя такой ген, у жены твоей такой ген, то вполне возможно, что ребенок приобретет там 25% этих генов и 75% таких генов. То есть наука дает тебе немножко более практичный ответ на этот счет. Автор, почему, вот почему вот такой интересный вопрос у тебя был, да, это очень интересный вопрос. Вот было бы интересно, если бы ты вот собрал некоторые вот из источников, да, таких научных вот выводы насчет этой темы, как вообще вот эти вот гены передаются и так далее, и было бы интересно посмотреть. Да, действительно, эту тему уже некоторые, я думаю, немного раскрывали, но я думаю, что у меня получше получилось бы, потому что действительно мало времени люди уделяли на это. Если я там целый день проведу, то я смогу собрать достаточно научных каких-то экспериментов, каких-то эмпирические данные соберу и смогу вот противопоставить этому хадису. И не просто хадису, там же хадис еще ученые обсуждали, надо посмотреть, что думают ученые на этот счет, на этот хадис. Если ученые Автор, говорят, да, а так вот, может быть, ты чуть, да, как тебе сказать, смотри, вот, а если бы ты вот сейчас, да, начал бы изучать вот эти научные там факты и так далее, и ты бы какое-то совпадение увидел бы с этим хадисом, да, удивился бы ты, да, и как-то задумался бы, что это хадис
на самом деле могут да, что-то означать о Это какой-то истинности хороший ислама вопрос. Да, я или нет? понял. Ты хочешь посмотреть на мое сердце? Готово ли мое сердце принять, если я увижу какую-то истину или совпадение? Да, потому А, что в те времена тяжело, да, это без особенно в пустыне и без этих аппаратов, да, определять такие Конечно, научные. если это будет истинно соответствовать, и ученые скажут, действительно, кто первый закончит, на того и будет похож ребенок. И если наука это подтвердит, для меня это будет очень хорошим доводом для мусульманина. Я действительно, я сам мусульманин, если на то пошло. Я просто не могу понять некоторые хадисы и аяты для меня. Я не могу их принять. Вот, например, этот хадис тоже один из тех, которые я не могу принять. Потому что не рождаются дети из-за того, что там кто-то первым закончил. Это не играет какую-то ключевую роль. Максимум там может быть что-то эмоциональное. То есть там мужчина решил первым закончить и первым испытал наслаждение. Из-за этого клетки стали какие-то более, там, не знаю, мальчикоподобные. Но это так не работает. Но даже если это так работало бы, то не из-за того, что первым закончил мужчина, ребенок получится похожим на мужчину. Понимаешь? Шо тем, А? Шо тем, Каринах, шо байрас. Просто наук сани дал от тему издал, короче, и научный момент, яс. От хадис Гойтахцу, что пророк как будто не понимал, как устроен организм. На эту тему у иллюмината вроде было видео Куращио, ты можешь посмотреть. Да, я сохранил это тоже, вот это очень сегодня много очень полезного сохранил себе сегодня в избранный от Бхармата, от тебя, и интересные такие вопросы Ну, от меня сохранил. мало что Я, можно. У кстати, с этой формата целью, есть много видео, можно посмотреть, и много вопросов будет, много ответов будет. я с этой целью заходил, чтобы собрать интересные вопросы про ислам. Про ислам, да. Хорошо, рад был пообщаться. Все. Да, спасибо, спасибо. Ты адыцыг да, зубер шахала адыцым да, сіз элцунде нега. Да не, просто даже в этом плане я понимаю, что как бы речь вообще не об этом, но все равно на слух, короче, кур буквы дать. Обсуждать, добавить. Ну Ну, да, понятно, оппонент женду и хамел, дам цунская удуйцу, думаю, бежочность, короче говоря. Все равно. Вогикитё, наука, цуметте хотя бы, то есть масит метте гюцига. Во-первых, можно логически несостыковкареющую масит хадиси. А куза несостыковкую, поэмар, ученый волшан, Вообще даже компаративистик же науки, вообще лих, видишь, да, это абсурдно, это вообще бог курма будет. Вообще там смысла даже около царю и просто эти им поднятие. Арбой будет, я дочь хлритер, хуман хашта его, на ба царь лило шум дует. Ху удицу дошта, я цахечки, не? Где наука, где эти? Вообще даже не стоит даже слушать его. Да. и элементарно, земля плоская, шли, шпуду кубусу нах. Ну, церцане особо спорить, то есть самуавин, он плоский дуэл, уверен в улицу. Ну тогда, не знаю, живи в своем, не знаю, в прошлотысячелетии, что ли. Хотя в прошлом тысячелетии тоже считали люди, что Земля круглая, космос и балан больше.
Юрский период. А? Абсолютно. Сэр, удивительно, так, со стороны Владимировича очень нет, что там что-то есть, короче. Вообще, даже близко подпускать к науке и нахуй даже не стоит. Улибита даже. Хумдаш бехчи, все оба одик дуда нахожу, что до Наполеоны, ули вахи жудишь. Ларт алмада здесь вообще. Вообще, до того, я думаю, будешь дать, столько пуха накидали на себя, дохом дается. Беж ойбу, да, юку, ой, короче. Смотри сюда, босс, да. Да. А так, нагасан ку группе чу, интимным наштиц запрет на долях, даже если мы говорим про хадисы, из-за столько поддерживать тех друз дийцек, да, цасиян шарел, что берин алха, воксаган алха, хазмадайцы, хамел. Ну, кучу Ага, просто за что налегке хулкамелш, и я понял, что тут сильно заправилось и тоже самодец, потому что мы как бы бусалдин опровергать тешь кучу хилча, цучурмел долом опровергать тадиза, как бы. А так, если там Оля, суик хагадота, емнашим задуется, но хочу элч, какие-то гусо за проблемы очень. Вот он всю дорогу от Тесла смел действовать в одно ухо залететь, абсолютно сам. Маршал Дума Серге. Дел маршал, Не маршал. Анты Абсолютно. научно так лучше. Тогда мне было так интересно, кто первый, кто второй. Давай, Берсер, я не знаю, короче. Швеца büyütmüş, kuru büyüç вахи. Тогда вот это бесит, короче. Он интересная мысль выдать, и он ждать в ожидании аченца. А чего нагрузка? Он весь порожняк на тяжко. Здесь мелодийный чулт, я her науки, это вообще соном. Я извиняюсь, я хотел этому автор. Отцу Уауасер, он Тесла много чего ему объяснял. Ну, это цыган науки, это как-то дико звучало. На эту тему имеется в виду науки или... Да, на эту тему. Тесла смелдился, хотя я засыпал, просыпался духом детинства, и ты вот научное что-то якобы преподносишь, вообще салатал, да? Багаж. Опровергатели, большие любители в этой области спускаться. Хадисом дадаст я опровергнуть, да. Автор, ты здесь? Да, я хотел на момент уточнить вот насчет этого хадиса. А здесь же нету такой момент, вот кто первый вот имеется в виду закончит, да? Вот, здесь же говорится, что есть... Приветствую. Ты прав, Курайши, ты прав во всем, никаких претензий нету, честно. Давай закроем эту тему, честно. Не без обид, не без... я не придираюсь к ответу, я, как сказать, для уточнения для себя лично, чтобы узнать... Чем этих лечить, тебе надо пойти к пигмеям и их призвать к чему-то. Это все уже бесполезно. Я не лечу никого, чтобы ты понимал, я не лечу, я хочу понять просто, понимаешь, понять. Я говорю, их ты никуда уже не ведешь, они сами по себе пошли. Они неизлечимо больные. Про кого? Про атеистов? Тебе надо к пигмеям пойти, у них все чисто, они ничем не испорчено. Подожди. Автор, ты можешь вот момент насчет хадиса уточнить? Смотри, вот что говорит, да, насчет того, что кто первый закончит, да? Просто про это же не говорится вроде как, да?
говорится, полюции у женщин, да, из-за полюции, э, из-за этого именно, автор, из-за этого именно могут передаваться гены от, от женщин тоже, да, от матери. Хорошо, там есть еще другой хадис, который номер я не помню. Но ты можешь загуглить эту тему, это давно разбирают в научных спорах, дебатах между мусульманами и атеистами. Ты можешь загуглить. Мне сейчас немножко неловко обсуждать дальше эту тему, а так в целом, ну то есть для чеченцев она немножко более такая. Хоть я и сам начал эту тему, но я бы хотел закончить, понимаешь? А так там есть еще один хадис, просто загугли, спроси у чата GPT, он тебе номера хадисов подкинет. Там то, что, как я сказал, тоже есть хадис, более точный хадис, понимаешь? Понял, все, Если спасибо. найду, сам тебе в личке скину, хорошо? Все. Проблем нету, да, до свидания. Что? شنو ده ايش طبقت ويز صديق ده اتوقع دوق سبورت يا شخوش تنها من دي تخوش